Қадірлі достар, қонақтар, барысында біздің институтта көргәбел шат, біздің семинарлар сериясын давам етеміз. Менде екінші семинарын ашып жіберу үшін мен сөзді біздің институт директорына Радик Рымұлы Салиховқа беремін. Менде біздің семинар екі тілде ұзашақ, нендей тілде алмай, шулай сіздерге мүмкін. Рахмет өзіңе. Рахмет. Эрликан, дорогие коллеги, дорогие друзья, уважаемые коллеги. 29 августа 2020 года в Национальном собрании имени Илья был принят основополагающий документ «Татары. Стратегия действия», который вот мы уже почти на протяжении более чем полугода руководствуемся в своей работе. И надо сказать, что такой документ с ясными стратегическими целями и задачами у нас появился впервые. И сейчас самая главная задача и научной общественности, и самой широкой общественности обсудить, определить конкретные шаги, тактические шаги по реализации вот этих четких и понятных стратегических задач, изложенных в данном документе. Мы уже в Институте истории провели несколько мероприятий на эту тему. Мы затронули самые разные стороны данного документа. Последнее мероприятие прошло буквально совсем недавно, модерировал Марат Мингалевич, оно было посвящено особенностям и перспективам национального воспитания детей подрастающего поколения. Это была очень интересная дискуссия, были высказаны очень важные мысли, и я думаю, это нам поможет и в научно-исследовательской работе, но самое главное, чтобы эти рекомендации, эти мысли, они были полезны и всему нашему обществу, всему нашему народу для реализации вот этих конкретных задач. Сегодняшняя тема, она непростая, она интересная, и она является одной из мировоззренческих основ, изложенных в данной стратегии. То есть она о мобильности, о открытости татарского народа, о его понимании свободы личной, общественной, о его понимании ответственности перед обществом и страной. Действительно, проблема очень глобальная, и мы, историки, культурологи, языковеды, филологи, в общем, гуманитарная интеллигенция, должны, наверное, с одной стороны, осмыслить вот этот богатый исторический опыт татарского народа, ведь наш народ, знаете, разбросан по всему миру, и, в принципе, татары – это люди мира. И вот нам надо подумать, поразмышлять, как в этом глобальном пространстве, когда, казалось бы, стираются границы между государствами, народами, нациями, нам сохранить идентичность, сохранить нашу веру, традиции, культуру и поговорить о том, противоречит ли вот эта глобальность нашим национальным задачам, или же наоборот, она способствует укреплению нашего духа, и, может быть, она уже сейчас формирует новую реальность, цифровую реальность, в котором татары уже представляют как единый народ, несмотря на то, что он разбросан по разным уголкам планеты. И я очень признателен нашим коллегам из академических институтов, Института языка и литературы имени Галимджана Ибрагимова, ученым, журналистам, нашим зарубежным друзьям и коллегам за участие в работе таких круглых столов, потому что это очень важно с той точки зрения, что вот этот, казалось бы, небольшой, очень краткий, лаконичный документ, но в нем столько идей, в нем столько горизонтов для размышления, и в принципе, так как он обращен к душе и сердцу каждого отдельного человека, вот наша задача превратить этот личный документ в документ общественного действия, национального действия. И тут, конечно, без роли татарской гуманитарной интеллигенции никак
не обойтись. Я очень прошу вас, уважаемые коллеги, сегодня будет, наверное, интересный разговор, дискуссии, размышления. Вот эти вот ваши размышления и ваши мысли, они хорошо бы их публиковать, распространять. И у нас есть каналы на Яндекс.Дзене, у нас есть другие паблики, здесь есть пресса. Я думаю, что вот эти мысли должны дойти до народа, до людей. В этом-то, наверное, и весь смысл нашей работы с этим документом. Мы будем и далее продолжать серию семинаров по отдельным положениям стратегии в целом. Это будет долгий путь. И я думаю, мы будем параллельно уже реализовывать основные положения вот этого, можно сказать, судьбоносного и одного из главных идеологических документов нашего народа. Спасибо вам большое. Хочу пожелать всем нам успешной работы. Рахмат. Рахмат, Разгевич. Башта бірнеше практик әйберләрне әйтәсем килә. Безнең бүгенге Тугаракстайны 1-2 саат бетерергә ниятлибез инде. Һәм инде шул исәптән безнең рәсми докладчиклар шактый теркәлгән. Һәммәгезгә дә 5-7 минут бирмәкче булабыз. Һәм инде безнең планнарда менә бу материалларның бу Тугаракстайның стенограммасын безнең историческая этнология дигән журналда бастырырга һәм инде әлбәттә инде без ул стенограмманы сезгә җибәрербез. Ниндидер фикерләр чыгып калган, онытылса, аны әлбәттә инде стенограммага тулылап биреп була. Ә инде кемнеңдер язма формада, мәкалә формасында бирәсе килә икән, сез шулай ук безнең журналга ул мәкаләгезне киңрәк иттереп, фикерләрегезне тулырак иттереп бирә аласыз. Әле Гөлнар Фатны соңрак әйтер, ничек җибәрергә, кая җибәрергә, нинди таләпләр безнең бу журналда. Һәм инде, хөрмәтле коллегалар, үзегез чыгыш ясамаган вакытта микрофоннарыгызны сүндерсәгез иде, һәм инде киресенчә камераларыгызны кабызсагыз инде, без сезне күрергә телибез. Һәм инде әгәр дә кемнеңдер регистрация вакытында исеме ничектер дөрес теркәлмәгән, рәхим итеп безгә чатка яңа кергән кешеләр бигрәк тә безнең сәгать 12-ләрдә тоташтылар, кайбер чит илләрдән коллегалар, рәхим итеп үзегезнең исемегезне мин тоташтым дип языгыз. Чыннан да менә Радик Кремович әйткәнчә, бу безнең мобильлек һәм дөньяга ачыклык, ул татарга хас булган бер шундый сыйфат, ул инде күптәннән билгеле, һәм инде рус галимнәре, татарларны өйрәнгән рус галимнәре, чит илдән килгән сәяхәтчеләр, татар галимнәре үзләре дә, мәсәлән, Гаспринский моның турында бик матур язган, һәм башкалар бөтенесе дә менә бу татарларга хас сыйфат дип әйткәннәр. Ә менә аның чынбарлыкта тарихи чыганаклары нинди булган икән? Менә бу бит инде без күбрәк әйтәбез, яңа гасырда актив үсеш ала менә бу мобильлек. Ә менә бит татарларда бу борынгыдан килгән сыйфат. Һәм инде менә бу тарихи нигезне яктыртыр өчен мин сүзне Тимур Галимовка бирмәкче булам. Ул безнең Алтын Урданы һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәгенең өлкән фәнни хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты. 5 минут, 5 минут. Рахмат. Действительно, примеров мобильности именно со средних веков действительно достаточно. И мобильности, и открытости. Я несколько буквально тезисно определю несколько тех, которые приходят сразу на ум самому простому научному сообществу, и которые хотелось бы донести до общественности. При этом мы всегда помним о том, что существует до сих пор такая проблема, это некоторый шовинизм в отношении Золотой Орды и ордынского наследия. Это идет с советских времен. И поэтому этот момент мы будем активно преодолевать. Итак, начнем с того, что вообще этноним татары имеет достаточно
огромную просто историю, и действительно он пришел к нам, имел огромное такое путешествие с дальних пределов Азии, там, Китая, и дошел до нас в современном состоянии. Вот мы себя ощущаем татарами. В то время, если мы вот будем откровенны, татары было в ходу, вот, начиная вот, в тех источниках, которых мы имеем, на данной территории в ходу с 13 века. Есть определенное точное понимание того, что именно все те, кто присутствовал в Золотой Орде, именовали себя татарами. Это идет от древнерусских летописей. Вы можете открыть, прочесть, все есть. Поэтому, когда говорят, вот татар придумали там в 20 веке, ничего подобного. Ну ладно, это так, несколько, что хотелось бы объяснить. Итак, вообще кочевники сами по себе в своей культуре имеют достаточно такую широкую мобильность, действительно, для их проживания, для вообще в их культуре. Это отражается очень наглядно. Это зимние кочевья, летние кочевья, переходы. Это действительно такая вот уже непосредственная мобильность. Если мы вспомним о мобильности служения, то опять-таки здесь опять нет никаких проблем. Источники изобилуют моментами, когда многие из военачальников могли спокойно, ну, по крайней мере в 15 веке, могли спокойно переходить от одного, с одной территории на другую, переходить к служению от одного хана к другому. Вполне могли, ну вот при потере, к сожалению, вот в Золотой Орде, когда происходили вот эти замятни, при потере определенного правителя, могли уходить и совершенно на другие территории, и там спокойно служить. Для них это не было проблемой. Также вот о мобильности можно говорить вообще много часами, но самый конкретный пример – это почтовая служба. Она появляется, конкретно немская служба, появляется именно в Монгольской империи, переходит как наследие Золотой Орды, и получается вся империя опутана сетью дорог, сетью почтовых и ямских служб, становищ, в которых конкретно происходит вот обмен какой-либо, обмен культурный, обмен технологический, возможно, там, даже торговля, возможно, шла на некоторых из становищ вот этих вот ямских. И это все, вот вся эта ямская служба вот позволила достичь невероятного срока поставки со столицы империи, с Каракарума, до края предела, то есть до Сарая, письма или постановления в 3-4 дня. Сейчас Почта России так не делает, да? Представляете, из Каракарума, да? Вот, до Самары хотя бы, да? Вот без самолетов. Без самолетов, без никого, да. Ну, понятно, что 3-4 дня, это, наверное, может быть, 3-4 перехода. Здесь, конечно, тоже есть некоторые проблемы в понимании, да, источников, но не более 7 дней, это точно. И по поводу открытости мы видим следующее. В Есе конкретно, это закон Монгольской империи, первый закон, первый свод законов, который написал еще Чингисхан в соавторстве, но это не важно. Там было заложено веротерпимость абсолютная. То есть не важно, какому богу вы поклоняетесь, главное, чтобы это было на пользу империи. Все остальное не было важно. В этом отношении еще очень интересен и археологическая доказательная база. В Салхате, в Кафе, это Крым современный, мы можем видеть конкретно, во-первых, и конгломерации в одном городе. Есть и еврейская, и
у всех были свои, и русская, естественно, у всех были свои, соответственно, молельные, религиозные здания, сооружения, у всех были свои кладбища, и мало того, они не просто где-то вот кучковались и жили сами в себе вот, в определенном городе, но и также открыто общались, открыто взаимодействовали, торговали. Мало того, многие здания, построенные в Кафе и в Салхате, имеют закладные камни, в которых мы можем прямо конкретно видеть гербы определенных родов из разных стран, из разных территорий вообще, разных даже религиозных верований, которые вот собрались и построили определенную оборонительную там, башню или очень много этих закладных камней, поэтому об этом останавливаться не стану. И да, сейчас вот я закругляю, и вот надо сказать, что общественность современная понимает заслуги и наследие кочевников, понимает заслуги и значение вообще татарского наследия. И в этом отношении надо сказать, что появляются вот, точки соприкосновения, точки объединения. Недавно, вот самое недавнее, которое появилось, это Ассоциация современного кочевья. Есть такая вот ассоциация внезапно, которая в себя вбирает тех, кто находится за пределами республики для общения, для понимания того, какие там есть препятствия или какие есть проблемы, как их решать прямо непосредственно в других странах при миграции. И появляется вот такой замечательный слоган, который вот недавно вводится в оборот именно молодежью: где татары, там и Татарстан. Вот на этом я, наверное, закончу. Рахмат. Бик кызык фикерләрегез өчен. Шуннан да менә сез әйткән әйберләр, алар бер яктан алар ниндидер тирән тарихка карый. Төрки чордан башлана безнең күчмә культура, аннары инде сәүдә цивилизация буларак үсеп китә, бигрәк тә сез әйткән Алтын Урда, Болгар чорында. Инде әгәр дә син сәүдә итәргә телисең икән, инде теләмәсәң дә син ачык буларга тиеш. Син төрле кешеләр белән уртак тел табарга тиеш, һәм аларның мәдәниятын аңларга тиеш, җирле ситуацияны аңларга тиеш. Син ничектер инде фикерләреңне ачырга тиеш буласың. Һәм инде модернизацияга килгәч, бу сыйфатлар тагын да актуаль булып килә. Инде менә сез әйттегез, бүгенге көндә дә алар бик актуаль, чөнки менә сез әйттегез ассоциация турында, ә бит менә күптән түгел яңа бер термин барлыкка килде: цифровые кочевники. Хәзер бит менә без күрәбез, кешегә нәрсә кирәк: ноутбук, интернет, һәм ул теләсә кая эшли ала. Әлбәттә инде ниндидер завод, фабрикалар түгел, ә махсус юнәлештә эшли торган кешеләр. Күбесе менә бу лекегә инде без уйлаган идек, бу күчмәнлек бездә ул мәсәлән 9-нчы гасырлардан, 10-нчы гасырдан юкка чыккан, ә менә ул күрәсез яңа формада әйләнеп кайта. Һәм инде менә бу безнең тарихи мирасның, бу тарихи байлыкның, тарихи тәҗрибәнең хәзерге күзлектә караганда менә аның кыйммәте нидә? Лилия ханым, сезгә сүзне бирәсем килә. Лилия Габдрафикова, безнең Татарстан халыклары тарихи мәдәни мирасын өйрәнү үзәгенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, тарих фәннәре докторы. Рәхим итегез. Рахмат. Сейчас или для более широкой аудитории. Мобильность и открытости татар эпохи модернизации и более раннего периода действительно можно говорить очень долго и много. В общем-то, все наши исторические публикации так или иначе об этом, например, о том, как татары бежали от христианизации, от малоземелья в 17-18 веках на восток. Вот мы сегодня как раз видим, подключились из Уфы тоже мои земляки. Как они себя проявляли в военной, дипломатической службе, соединяли именно служилые татары, российское государство с другими странами. Отсюда же и пословица «татарину толмач не нужен». Конечно, не нужен, если он сам толмачом вот
служил очень часто. И подвижность татар, конечно же, проявлялась и на лашманской службе, это уже больше за камень, наверное. В поисках корабельного леса они преодолевали большие расстояния, это тоже был вызов. И некоторые умудрялись даже заработать на этом и вкладывали потом заработанное в торговлю. И здесь, конечно же, когда говорим о модернизации, обязательно говорим и о торговле, потому что это та сфера деятельности для татар, где они добились выдающихся успехов. Из торговых караванов XVIII века, начала XIX века, потом уже рождались какие-то солидные купеческие капиталы, торговые дома, товарищества и так далее. Но тут надо сказать, что караваны транспортировали они ведь не только товары, но еще и культуру. И вот это вот новое понимание ислама, богословские знания в XVIII веке шли как раз из Бухары, Самарканда. И татары, которые в тот период испытывали угрозу христианизации благодаря вот этой своей открытости, мобильности, торговцев, шакирдов, они сохранили веру и укрепили религиозную культуру. И более того, вот эти вот путешествия торговцев, шакирдов с образовательными торговыми целями, они наблюдения за другими народами вот в ходе этих вояжей, они натолкнули на важные выводы о недостатках архаики, традиционного уклада и о необходимости перемен. И мы уже видим в XIX веке зарождение социального запроса на реформирование, на модернизацию. Уже зачатки джадидских идей появляются, уже в середине XIX века. Это учение Курсави, Утызамяни, в конце XIX века Шагабудин Марджани. И татары, жившие веками на стыке Европы и Азии, приняли вот этот еще один вызов новой эпохи на объединение Востока и Запада и выдали вот свой вариант, свой симбиоз в виде вот джадидизма. И в обсуждаемой сегодня стратегии развития татарского народа, в общем-то, подчеркиваются все и вот это вот историческое наследие, способствующее формированию адаптивности, мобильности, динамичности татар. И там же говорится о том, что татарский народ соединял всегда в себе и наследие кочевой цивилизации, это широта мышления, это чувство скорости, это мобильность, опять же, да, и, безусловно, какую-то основательность оседлых культур. И какие уроки мы можем извлечь из истории татарского народа, какие моменты могут послужить сегодня вдохновляющим примером. Здесь нужно отметить, что мобильность, подвижность народа, она ведь никогда не мешала ни единству татар, ни их идентичности. То есть татарин, где бы он ни оказался, в Оренбурге, в Уфе, в Иркутске, на китайской границе или же где-нибудь на севере, в Архангельске, везде он создавал свой собственный мир татарский, свои сообщества. В XIX веке это, конечно же, махалля, это мечеть, школа при ней. То есть сразу же делался вклад в будущее воспитание своих ценностей, то есть передачу своего понимания мира потомкам. Это все было возможно, на мой взгляд, потому что татарин, кочующий или же переселяющийся, он брал с собой не столько материальные ценности с собой, а духовные. Конечно, это определенные знания, умения, например, поэтому воспроизводились за 1000 километров даже какие-то архитектурные стили. Например, я знаю, что в Сибири вот татарские дома, да, вот крыши татарские вот, подчеркивают обычно, татарская кухня и так далее. А во-вторых, безусловно, это родной язык как основной инструмент общения, и особенно пока работали свои школы в своей махале. И в-третьих, это вера и традиции, которые выражались в обрядовой стороне повседневной жизни татар, где бы они ни находились. И вот с этим, казалось бы, небольшим набором создавался настоящие татарские миры создавались. И я не случайно привела Архангельск. Там долгое время вообще не было никаких татарских следов. Золотая Орда там не оставила своих следов на русском севере. Но в конце XIX века в Казанской губернии, когда случился неурожай, группа вот татарских семей переселились туда. И уже в начале XX века мы видим, что они начали активно торговать в Архангельске, постепенно они построили мечеть, открыли школы и так далее. И примерно в этот же период активно переселялись в Финляндию татары нижегородчины. То есть это к вопросам о мобильности и адаптивности татар. И в начале XX века торговая сеть, татарская торговая сеть покрывала почти всю Россию. Торговые связи налаживались и с заграничными партнерами, это в основном Европа. То есть в этот период уже происходит переориентация, да, в большей степени на вестернизацию. Уже не Бухара и Самарканд определяли рынок. И именно торговцы татарские, они были основной мобильной и мобилизующей силой периода модернизации. Среди них был очень
были очень тесные родственные еще связи, это помогало тоже бизнесу, естественно. Например, татарские купцы из Касимова роднились с казанскими, оренбургскими, симбирскими купцами, купеческими семьями. Здесь уже речь идет не о закрытом родовом строе, а о развитии корпоративных связей, которые перетекали в семейно-родственные и другие коммуникации. И то же самое в этот период наблюдалось среди мусульманского духовенства, то есть в семьях мул. И даже когда мы говорим татарский городской язык XIX века с большим количеством арабизмов, фарсизмов, османизмов, это язык корпорации мул. И это была очень престижная корпоративная культура. Вспомните традиционную татарскую колыбельную «Али-бали тербу», «Усибгалим булару», «Медресеве» и так далее. То есть вот развитие вот этих социально-корпоративных связей привели потом уже к созданию единого сообщества национальной культуры на этой базе. И когда уже в начале 20 века, после 5-го года появились газеты, журнал свой, еще ранее заработало книгоиздательское дело, это еще больше объединило татар, и кроме того, печатное издание — это ведь еще реклама татарских товаров, то есть опять же расширяется татарский бизнес, и даже в начале 20 века вот татарская музыка, она тоже благодаря пластинкам превратилась в некий материальный объект и уже транспортируемый объект. Это еще один объединяющий момент. И возвращаясь уже к современным татарам, очень мобильных и разбросанных уже не только по всей России, но и за ее пределами, тоже, мне кажется, объединяют похожие вещи. Все они имеют, в общем-то, нематериальный характер. Это, опять же, вера, иман, религиозная культура, особенно когда речь идет не только о татароязычных татарах, а о русскоязычных и так далее. Посмотрите, какой популярностью, например, пользуются книги Шамиля Аляутдинова, который ведет свои проповеди на русском языке. И, конечно, не теряет своего сакрального значения татарский язык, есть интерес к изучению языка. Здесь вот уже немножко прозвучала, конечно, критика татарского языка, но это ведь системная проблема, и мы должны признать, что язык не всегда может самовоспроизводиться в семье. У нас есть поколенческие проблемы, вот это вот обсуждали как раз на первом семинаре, вот эту проблему воспитания, да, советского воспитания. И поэтому, наверное, сегодня нужны какие-то новые форматы, может быть, как раз вот обратить внимание на пример вот этих школ при Махале, может быть, какие-то воскресные школы и так далее по изучению татарского языка. И, конечно же, еще один момент — это мул или татарская музыка, объединяющий момент. Можно, конечно, если мы берем интеллектуалов, по-разному относиться к татарской музыке, к татарской эстраде. Да, в современном понимании альтернатив. Но нельзя отрицать, что это массовый характер. И я бы сюда еще, конечно, добавила историю, интерес к своему происхождению, историю семьи, малой родины. Это тоже важный объединяющий момент. Сейчас еще дальше. И у современных татар есть важное преимущество — это интернет. Виртуальное пространство, которое не имеет ни границ, ни мгновенной передачи данных. То есть, если мы берем, допустим, Таджима XIX века, читатель написать письмо Гаспринскому Бахчисараю, ждал там несколько месяцев, пока он ответит в своей газете. А сейчас мы даже вот сегодняшний формат онлайн-режиме мы можем сразу же вот обмениваться мнениями. Это, конечно, важный момент. И поэтому нельзя согласиться с мнением, что татарам сегодня чего-то там не хватает, что-то там мешает, например, открытость или глобализация. Это, мне кажется, просто личный выбор каждого. То есть первый вариант — раствориться, быть как все, и второй вариант — сохранить свое лицо, данное тебе предками. И в этом смысле хочу привести прекрасный один только пример. Это астрофизик Рашид Алиевич Сюняев, поскольку я с ним знакома и наблюдала за его семьей тоже. Это человек мира, известный ученый, и помешала ли ему его татарская идентичность вот, в его вот, карьере? Нет, наоборот, мне кажется, только вот осознание себя татарином, носителем наследия предков, вот этой сложной и великой истории одновременно, они только помогли ему добиться успехов в мировом масштабе. И он транслирует вот это свое понимание, осознание себя в этом мире своим детям, внукам, и воспитывать в них, в первую очередь, это уважение к исламу,
татарскому языку, интерес к истории татарского народа тоже в его семье вот это важное место занимает. И, конечно, когда человек живет за пределами Татарстана и даже за пределами России, в этом существенную роль играет как раз интернет, как наиболее доступный инструмент дополнительных знаний. Я не говорю, что основных знаний, это, конечно, и семья тоже играет свою роль. И возвращаясь к стратегии, нужно отметить, что документ этот дает нам некое понимание, куда двигаться дальше, на какие базовые элементы стоит обратить внимание. Это, опять же, религия, воспитание, язык, история. И, мне кажется, открытость и мобильность только помогут нам в этом. Спасибо. Рахмат, Лия ханым. Шуннан да менә сез бик әһәмиятле әйберләр турында әйттегез. Һәм менә мобильность бит инде ул татарга гына хас түгел, ул төрле халыкларда бар. Һәм бигрәк тә менә хәзерге 20-нче гасырда, 21-нче гасырда ул тагын да артты. Һәм менә татарга хас мобильлекнең минемчә үзенчәлеге шунда, алар мобиль булганнар, дөньяга ачык булганнар, әмма үз милли үзаңны саклый алганнар. Шундый менә сыйфатларны. Һәм инде менә мин сүзне Аниса ханым Алиева бирмәкче булам. Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтның өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Сез бит инде безнең сәяхәтнамәләрне өйрәнгән кеше һәм инде бигрәк тә Исмәгыйль ага сәяхәтнамәсе ул мин уйлыйм, аны менә һәрбер татар укырга тиеш. Чөнки анда татарның менә бу сыйфатлары шуңхәтер кадәр ачык күрсәтелгән, ул бит инде Индиягә хәтле барып җиткән, теләсә нинди халыклар белән эш иткән, нинди генә авырлыклар булмаса югалмаган һәм кире ватанына кайткан. Бу бит инде бер ниндидер маҗаралы сериал я фильм төшерергә мөмкин бу сәяхәтнамә нигезендә. Рәхим итегез, Аниса ханым, микрофон ия. Рәхим итегез. Исәнмесез. Шунлап та менә мин ике доклад тыңлаганнан соң шундый фикергә килдем, Исмәгыйль сәяхәтнамәсенә тукталырга кирәк булган икән дип. Әмма бездә татар халкында сәяхләр дип әйтелгән путешественниклар бик күп һәм аларның барысы да мобильностьны күрсәтәләр. Бу очракта мин әйтер идем, татарлар барысы да массовый рәвештә мобильный булып сәяхәтләргә йөрмәсәләр дә, аларның җәмгыятьнең аерым бер шәхесләре үзләренең сәяхәтләре аркасында юл язмаларын язып калдырып, через литературу дип әйтим инде, үзләренең милләттәшләрен, мин әйтер идем, виртуаль рәвештә мобильлеккә китереп чыгарганнар. Мин бүген путешествие трансаксанию отражение истории тюркских народов дигән русча әзерләгән идем. Сезгә доклад тәкъдим итәм. Особое место в истории татарской просветительской литературе занимает путевые заметки Загира Бигеева «Путешествие в Трансаксанию». Татарчасы Мавараннахрга сәяхәт. Название Трансаксания о Средней Азии в европейскую литературу, историческую литературу вошло после завоевания Александра Македонского. Это еще до нашей эры. Произведение Загира Бигеева было написано в результате его путешествия в Среднюю Азию летом 1893 года, который автор предпринял с целью ознакомления с историей, культурой и бытом проживающих в этом регионе тюркских народов. Автор хотел также на некоторое время остаться там и поучиться в знаменитых учебных заведениях Бухары и Самарканда. Но в процессе знакомства со здешними порядками и методом обучения Загир Бигеев отказывается от этой идеи, так как они не совпадали с его просветительскими идеалами. Маршрут путешествия начинается с его родного города Ростов-на-Дону, далее описываются тяжести дороги до заветной цели, до города Бухара. Изучив и ознакомившись в течение 2,5 месяцев с жизнью народов Средней Азии, с историческими памятниками, достопримечательностями таких древних культур очагов, как Бухара, Самарканд, по тому же маршруту автор возвращается обратно в свой Ростов. После результата своих наблюдений и впечатлений, обогатив их статистическими сведениями, он по свежим следам еще в 1894 году оформляет в виде книги, но она выходит в свет лишь в 1908 году. И как Загир Бигеев во время своего путешествия, познавая другие культуры, рассуждает о материальных, духовных ценностях, созданных человеческим обществом, мирным созидательным трудом.
Он поднимает проблемы войн и их страшные трагические последствия, подвергает критике захватнические войны, осуждает их, выступает с обвинением, описывая разрушительный характер, бесчеловечное лицо любой войны. В 1220 году, пишет он, Чингисхан поджигает Бухару. Большой цветущий город от рук варваров превращается в руины. Тысячи людей были убиты, пишет автор с возмущением. На следующий год со 100-тысячным войском он напал на Самарканд и сжег этот цветущий, блестящий свой прекрасной архитектурой город до основания. Страница 135. Описывая возникшие в результате войн, руины, людские несчастья и трагедии, автор резко осуждает и критикует кровопролитные войны. В то же время изображает рост и расцвет человеческого общества в результате мирного труда. Доказывает, что тюркские народы способны построить не имеющие в мире себе равных великие державы, центры культур, цивилизации. Изображает, что Трансаксания в политическом и культурном отношении занимала особое место в исламском мире. Подчеркивает важность и значимость развитой культуры Трансаксании, то есть в Средней Азии, и для мусульман, живущих в России. По его мнению, уровень образования российских мусульман зависел от уровня развития образования и науки Трансаксании. В своем Саяхатнаме Захир Бигиев значительное место уделяет описанию истории политической жизни живущих в Средней Азии тюркских народов. Но это произведение не только о политической жизни Трансаксании, но и об экономической и культурной жизни России конца XX века. Она ценна еще тем, что в нем писатель поднимает вопрос о войне и мире, воспитании молодого поколения, повышении культурного уровня народа, женском образовании, бытовых условиях учащихся, о печати, о необходимости издания газет и журналов на татарском языке. В Трансаксании в результате возникших постоянных разногласий и интриг между сыновьями и внуками Тамерлана государство распадается на мелкие ханства, вследствие чего в 1500 году, в течение 100 лет, Трансаксания уже теряет свой политический вес. Она превращается в небольшое бухарское ханство. Дальнейшая история Трансаксании также сопровождается внутренними интригами и междуусобными войнами. По мнению Бигиева, другим немаловажным фактором постепенного ослабления некогда могущественных независимых тюркских государств, достигших высокого культурного уровня развития, является ограниченность и бездарность в области политики правителей этих великих держав. Автор пишет, что все свои силы они истратили на бессмысленные междуусобные войны, конфликты и заговоры, тем самым дав возможность разделяться на слабые мелкие ханства. Поэтому и не смогли достойно противостоять и предотвратить постоянные вооруженные нападения внешних врагов. Отрицательные явления в жизни отдельных народов, наций Захир Бигиев оценивает как результат снижения общего культурного уровня. Причины этого автор объясняет снижением чувства патриотизма, национальной гордости, недостаточным знанием своей истории, духовного наследия предков и в неуважении личности, создавших это наследие, одним словом, недостаточности стремления культуры и просвещения, низким уровнем общественного сознания и нравственных принципов народа. Продолжая свои рассуждения, Бигиев пишет: чтобы те или иные народы и нации достигли прогресса, недостаточно лишь просвещенности их. Главное условие, чтобы эти народы были независимыми и свободными. Во имя свободы они должны быть готовы к самоотверженной борьбе. Страница 171. Автор раскрывает причины ухода с исторической арены тюркских народов, некогда имевших свою могущественную державу, потери своей государственности, освещает обстоятельства, приведшие их к гибели, а некоторых племен вплоть до полного исчезновения. Ознакомливая своих современников с историей тюркского мира, как бы напоминает, что у народа, не знающего свою историю, своего прошлого, нет будущего. Страница 172. Автор значительное место уделяет освещению колониальной политики царской России на Востоке. Автор далек от мысли,
которые высказывают в некоторых исторических исследованиях о том, что завоевание Туркестана России является сплошным прогрессивным явлением для живущих там народов. Писатель с тяжелым чувством пишет, что в XVIII-XIX веках потерявшие свою славу и мощь Трансаксания, разделившись на мелкие слабые ханства, оставшиеся как бы без пастуха отара овец, стала жертвой России, открылась ей возможность осуществлять свою мечту, которую она вынашивала со времен Петра I. С XVIII века посольство России сначала под видом экспедиции вела разведку, после перешла на практические действия. В 1847-1884 годах занимавшиеся междуусобными войнами ханства Бухары, Хаканда, Мерва одна за другим были подчинены. В политической жизни мира, игравшей огромную роль страны Средней Азии, без особых трудностей, как лакомый кусок, попала в рот России, пишет он в странице 170. Так оценивает историческую трагедию. Аниса ханым, гафу итегез, юмаклава күчсәгез. Хорошо. Путешествие в Трансаксанию Бигеева не только его огромный личный успех, она, безусловно, является самым выдающимся произведением этого жанра в истории татарской литературы. В нем отражены отношения автора на события той эпохи, на общественную и культурную жизнь, его взгляды, связанные с историческими, политическими, религиозными и национальными проблемами. Это произведение проникнуто размышлением о будущем татарского народа, о его развитии вообще, о судьбе нации. Позиция автора-просветителя выражена предельно ясно, как и стремление к просвещению татар, чтобы занять достойное место в рамках российского государства, принадлежность которой воспринимается им как объективный фактор. Спасибо за внимание. Бигзур Ахмед, еще раз коллегам напоминаю, что полные тексты мы с удовольствием опубликуем в нашем журнале, так что будем рады дальнейшему сотрудничеству. Әлбәттә, инде теге без әйтәбез, мобильлек татарларга хас булган дип, әмма инде һәрбер авылдагы яшәгән крестьян инде мобиль булган дип әйтү шулай ук дөрес булмас. Инде менә сез дөрес әйттегез, менә бу сәяхәтнамәләр, бу әсәрләр, ул шундый виртуаль мобильлеккә китергән. Әмма инде әлбәттә инде күбрәк безнең шул имамнарыбыз, мөгаллимнәребез, сәүдәгәрләребез сәяхәт иткән, әмма дә ләкин гади халыкта, мәсәлән, бар кеше дә анда Мәүәрәннахка бармаса да, Кытайга, Стамбулга бармаса да, алар бит инде авылдан шәһәргә күчкәннәр. И шулай безнең отходниклар менә Лилия ханым әйтә. Әмма шулай да инде иң актив өлеше җәмгыятьнең ул безнең интеллектуаллар, безнең дин әһелләре. Менә һәм инде әгәр дә сез карасагыз, бүген галимнәр әйтәләр, менә мобильлекнең, бу хәрәкәтчәнлекнең бер этәргече ул белем һәм мәгариф системасы. Һәм менә сүзне рәисне Мортазин Абирасим килә, ул безнең милли мәгариф тарих һәм теориясе үзәгенең әйдәп баручы хезмәткәре. Менә бу безнең хәрәкәтчелек дип әйтик инде. Минемчә бу термин күбрәк туры килә бу мобильлеккә. Ул мәгариф белән ничек бәйле һәм мәгариф системасында ничек чагылган, менә моның турында бер-ике сүз әйтсәгез. Рәхмәт Үсәр. Хәерле көн барыгызга да, хөрмәтле дуслар. Чынлап та без бүген сөйләшкән тема ул чынлап та сәүдәгәрләр арасында да, менә башка һөнәрләр арасында бүген сөйләгән сүзләрдә барысында чагылыш таба. Ләкин миңа калса, мәгариф өлкәсендә бу хәрәкәтчәнлек, мобильлек бу иң күп чагылыш тапкан күренеш дип әйтергә мөмкиндер. Без аны үзебездә күрәбез, барыбызда, мәсәлән, Бохарада, Самаркандта белем алган татарлар турында. Шул заманда, әлбәттә, бу Бохара чит ил түгел, ләкин Казан артавында мәдрәсә тәмамлап чыккан кешенең Бохарага юл алуы, яисә Самаркандка юл алуы, ул инде үзе бер шундый батырлык беренче яктан, икенче яктан бу кешенең теләкләренең, омтылышларының зур булуын күрсәтә һәм ул аннан бик күп көч тә таләп иткән. Әлбәттә, бик күп вакыт таләп иткәннәр юл өчен, бар өчен генә. Укыганнар бик озаклап, авырлыклар белән, ләкин укып, кеше булып белем алып кайтканнар. Бу
19 гасыр урталарында инде әлбәттә безнең чит илләргә бару күбрәк күзәтелә башлый. Дини белем бирү системасының иң шундай атаклы үзәкләреннән булган Әл-Асхар, Каһирәгә барганнар, Мәдинәгә, Мәккәгә барганнар татарлар. Госманлы империясының башка шәһәрләренә, Истанбулга барганнар. Хәтта Һиндстанга барып чыкканнар татар яшьләре ислам белемен, мөселман белемен алыр өчен. Һәм әлбәттә үзләренең яшәргә тырышканнар. Менә бу күрсәтеп тә тора инде. Бару бер хәл, барырга әле юлга акча кемдер табып җибәргә мөмкин. Анда җәмгыятьләр, аерым шәхесләр, ләкин баргач анда яшәргә кирәк, укырга кирәк, телне үзләштереп бетерергә кирәк тиешенчә. Һәм менә алар үзләренә җәмгыятьләр төзегәннәр. Хәтта Мәдинәдә татар таләбәләренең, студентларының үзләренең мәдрәсәсе дә булган. Алар Казан татарлары өчен ачылган мәдрәсә. Бу нәрсә турында сөйлим. Әлеге дә баягы һаман шул сүз. Димәк, татарлар шул заманда ук бигрәк менә мәгариф өлкәсендә алар шул кадәр алдан күрүчән бердән. Икенчедән, алар үзләренең теләкләрен белеп һәм курыкмыйча менә бу очракта хәрәкәтләнүдән курыкмаганнар. Ягъни акчасызлыктан да курыкмаганнар, бер нәрсәдән курыкмыйча менә шулай ил гизүгә чыгып киткәннәр. Тагын бер мисал гына китерәсем килә, игътибарыгызга бу син бәлки мәгарифкә бик катнашы юктыр. Сүриядә дә татарлар укыганнар һәм 19 гасыр ахырында Сүриягә китүче татар гаиләләре булган. 20 гаилә Минзәлә йөзеннән һәм шул тирәдә авыллардан 20 гаилә 19 гасыр ахырында күчеп китә. 19-ның ахырында, 20-ның башында, 20-нче гасыр башында Шам-Шәриф шәһәренең кырыенда инде 100дән артык татар яши. Алар үзләренә авыл төзиләр. Рөхсәт алалар, менә шушы Шам-Шәрифнең Дамасның кырыенда бер урын сайлап аларга бирәләр, тау-таш арасында, шушында авыл төзергә мөмкинлек бирәләр. Һәм татарлар шушында татар авылы төзиләр, ул авылга Салхия дип исем кушыла. Һәм үзләренә йорт салып, алар бит инде безнең шартларда агачтан йорт төзергә өйрәнгәннәр. Монда агачлар юк. Һәм алар таштан йорт салырга өйрәнәләр. Һәм мунча салалар. Теге гарәпләрнең мунчасы, яисә төрекләрнең мунчасы, хамамнар аларны кызыксындырмый һәм аларны канәгатьләндерми. Татар мунчасы салалар. Тирә-юньдә яшәгән күршеләр, гарәпләр, төрекләр бу мунчага кирип шаккаталар һәм үзләре салып карыйлар. Беренче дә сала алмыйлар, булдыра алмыйлар. Менә бу очракта алар инде татарлар шушы халыкларга мунча сала башлыйлар. Бу үзенә күрә бизнес кебек тә булып китә. Алар аның белән акча да эшлиләр. Икенчедән татар милләтен, татар кешеләрен күрсәтәләр. Һәм бизнесның икенче бер төрендә юл ала, бу бит инде хаҗга бару юлында бер туктау пункты. Һәм шундагы татарлар хаҗга килгән кешеләрне каршы алып, аларны үзләренең йортларында яшәтәләр күпмедер вакыт. Һәм Талип ага дигән бер кешенең тарихта исеме кирип калган, ул турыда Вакыт газетасы яза. Ул хәтта Атилла Расихның Ямаш романында да искалына бу кеше чынлап та булган шәхес Талип ага үзенең өенә алып кайтып әлеге кешеләрне кунак итә һәм алар өчен шушында Әл-Асхар Сүриядә Шам-Шәрифтә махсус китап брошюра бастырып чыгара, шушы Шам-Шәрифкә килгән татарлар өчен, татар телендә зиярат кылыр өчен, күреп танышыр өчен. Путеводитель әйе. Төзеп, татар телендә шуны эшләп бирә. Һәм әйтә, киләчәктә минде булай гына булмый, бу бизнесны киңәйтергә кирәк миңа ди. Минде монда салачакмын кунак йорты ди. Хаҗга баручылар шунда мунчага кирип, ял итеп китә торган булачак ди. Бу үзенә күрә теге алдан күрүчәнлек, менә бу теге мобильлек дигән әйбер бит әле ул хәрәкәт итү генә түгел, ул яшәргә тырышу. Нинди шартка барып, нинди шартларга эләккән чиракта татар кеше яшәргә тырышкан. Яшәргә генә түгел, алга барырга, акча эшләргә тырышкан. Менә бу шуны күрсәтә торган мисал. Тагын бер генә мисал китерәм дә, шуның белән тәмамлыйм. Инде 20-нче гасыр ахырында дөньяви белем системасы бик нык үсеш ала бару белән татарлар арасында чит илгә барып уку дәрте куәте барлыкка килә һәм ул бик нык үсеш ала 19-нчы гасыр ахырында. 20-нче гасыр башында инде беренче рус революциясеннән соң чынлап та татарлар арасында чит ил уку йортларына барып укучылар күбәя. Без инде тарихтан бик яхшы беләбез, Садри Максуды, Юсуф Акчураларны беләбез инде, Сара Шакулова турында беләбез, Парижга барып укыган, Сорбонна университетында укыган татарлар турында. Ә менә 20-нчы гасыр башында бу мөмкинлекләр күбәя. Әлбәттә,
айрым шәхесләрнең һәм айрым җәмгыятьләрнең ярдәме бар. Ләкин әле ярдәм белән түгел, аның өчен кешенең теләге булуы кирәк. Һәм менә куркып калмавы, олы юлдан куркып калмавы һәм 14нче елда менә карасак, безнең Америкадагы Айова штатындагы университетта, аннары Вальпараисо университетында һәм Сан-Францискода укыган татар егетләре бар. Без инде Марат Мингалевичнең ярдәме белән безнең Америкадагы дусларыбыз хәтта архив документлары табып бирделәр. Бу безнең татар егетләре турында материаллар сакланган аларда, Вальпараисо университетында. Алар укыганнар шулай ук неде Германиядагы бик күп уку йортларында укыганнар. Татарлар бу чорда укыганнар, Бельгияда укыганнар, шулай ук Швейцарияда, хәтта Япониягә барып җиткәннәр. Ике татар егете 11-11 елларда Төркия аша Япониягә барып, андагы Токиода берсе Токио университетында, берсе Васеда университетына укырга керәләр һәм укып чыгалар. Һәм бер генә әйбер кызык нәрсә, булар шунлап та укыйлар, белем алалар, бу белемнең кирәклеген татар өчен һәм әлбәттә менә шушы студентлар үзләренең хатларында, үзләренең бастырган мәкаләләрендә бу укуның кирәклеген әйтәләр татарга. Шунлап та безгә укырга кирәк. Һәм бу укыган белемнәребезне без киләчәктә үзебезнең милләтебез мәнфәгатьләренә файдалана алсак иде ди. Менә төп максат белем алу гына түгел, ә менә шу белемне милләтебезне үстерер өчен файдалану ди. Һәм менә алар шунлап та күбесе аңа ирешкән дә, ләкин инде Беренче бөтен дөнья сугышы башлану белән анда инде бүленеп калучылар да бар. Анысы инде икенче мәсьәлә. Ә менә шушы мисаллар шунлап та 19-нчы гасыр башында татарларның революция кадәрге менә шушы хәрәкәтчәнлеген югалып калмауын, ул бит әле хәрәкәтчәнлек йөрү генә түгел, ул югалып калмау, төрле шартларда яшәргә тырышу һәм татарны күрсәтү. Шул вакытта милли гырыф гадәтләрне, традицияләрне саклап калу. Менә Салхиядә яшәгән татарлар әйтәләр, Мисыр Сүрия уртасында яшибез һәм үзебезнең гырыф гадәтләрне саклыйбыз. Алар анда татар туй үткәрәләр, шуны сурәтлиләр. Һәм бер генә дә башка шушы читтә яшәгән халыкларның, тирәдә халыкларның традициясе кермәсен, нәкъ татарча булсын ди. Менә шундый. Рәхмәт, Ларисна. Ике нине ассызыкласым килә. Кая гына яшәмәсәләр татар булып калганнар, һәм инде икенчесе безнең шәкертләр кая гына укымасалар иде, мөмкин булганда, теге шикләр ябылмаганда, алар инде кире кайтып, шул белемнәрне татар җәмгыятенә таратканнар. Һәм инде ул вакытта бит инде теге байлар гына түгел, без беләбез, менә бик күп үрнәкләр, приказчиклар җәмгыяте юклы барлы акчаларын җыеп, үз вәкилләрен җибәргәннәр укырга. Димәк, бу теге ниндидер интеллигенция, нинди югалып катламы өчен генә хас түгел, ә киресенчә халык беренчедән белемнең кирәген аңлаган, һәм инде халыкта менә бу белемне кая барырга кирәк, шунда истәргә кирәк дигән фикер бу бик нык урнашкан һәм сеңгән фикер булган. Лия ханым, сез әйтмәкче буласыз. Киткән татарларга түгел, кайткан татарлар турында да бер мисал кызык китереп китәсем килә инде. Один пример из истории Чистопольского уезда. В общем, в 1897 году проводилась первая всеобщая перепись, и некоторые татары испугались этой переписи, подумали, что готовится очередной проект по христианизации, и они, очень много семей, десятки семей переселились в Османскую империю. Пожили они там, потом вернулись обратно. И уже когда началась Первая мировая война, значит, уже фиксировали эти полицейские органы, что очень много подданных Османской империи, то есть это были те самые татары, которые, да, они там получили гражданство, но, видимо, по возвращении домой даже вот не подумали о том, что вот надо документы сменить. Ну, то есть вот это как раз о мобильности татар, да, они буквально курсировали туда-сюда. Вот. Для татарина не было никаких препятствий, и даже вот в то время. Даже для простых. Спасибо. Да, еще очень важный момент вот, по поводу Японии. Как мы все знаем, Япония до сих пор закрытая страна. В то время, в 20-19 веке, это была самая закрытая страна. Однако на ее территории появляется мечеть в городе Коба. Об этом мы будем говорить, да я надеюсь, что Лариса Усманова нас подключится. Да, вот. Угадайте, кто ее построил. Вот, ну, как бы вот такой. Это, да, очень интересная история.
Вот мы уже упоминали, значит, отходников, да, и действительно у татар это было уже не только в новое время, да, а задолго до того, и некоторые общины сформировались именно вот как результат вот этого отходничества, тот же Донбасс, это еще до революции, да, те же, значит, касимовские и другие наши татары-мишары, которые занимались отходничеством в форме буфетных всяких рабочих, да, по железной дороге, потом в ресторанах Москвы и в Питере, и тоже выполняли вот эти общины. То есть я хочу сказать, что вот и это там, как ее по-современному называем, трудовая миграция, да, она очень рано тоже у татар началась, но, насколько я знаю, вы хотите сказать о том, как это продолжалось в советское время, какие это формы приобрело. Я хочу передать слово нашей Гульнаре Фуатовне Габдрахмановой, заведующей отделом технологических исследований Института истории, доктору социологических наук. Пожалуйста. Да, спасибо. Я хотела попросить Лию Махмутовну включить презентацию. Я подготовила пару таблиц, которые показывают, каким образом происходило изменение социальной структуры у татар в советское время. Именно в эпоху СССР у татар вот именно очень так активно, явно проявились вот эти качества, которые мы сегодня обсуждаем. Это адаптация, это мобильность. Понятно, что в советское время отличалось такой активной индустриализацией, модернизацией всего общества. И надо сказать, что татары очень активно входили вот в эти процессы. Вот перед вами материалы переписи 1989 года. Обратите внимание, пожалуйста, на столбик, которые вот представлены данные по Татарской ССР. Татары и русские к 1989 году подошли практически с одинаковой профессиональной структуры, социально-профессиональной структуры с местными русскими ТАССР. Татары мало чем отличались от них по доле руководителей высшего звена, по служащим и рабочим самого разного уровня квалификации, высшей, средней и малоквалифицированного труда. Но, правда, к 1989 году вот мы видим, что татары отличались заметно, у них среди них было меньше специалистов высокой квалификации и руководителей среднего звена. Чуть позже я прокомментирую, почему эта ситуация была. Следующую таблицу, пожалуйста, включите. И к 1989 году татары ТАССР пришли с одинаковой долей, с одинаковыми показателями в отраслевой своей структуре. Вот перед вами таблица, которая показывает, что в Татарской ССР татары и русские примерно одинаково имели число представителей работников государственного управления, массовой интеллигенции и художественной творческой интеллигенции. Правда, были в это время заметны отличия по доле работников хозяйственного управления, производственной интеллигенции, и заметно татары отличались от русских по доле представителей среди научной интеллигенции. То есть вот в целом такие вот социальные показатели нам говорят о том, что татары пришли к постсоветскому времени примерно с одинаковой структурой социально-профессиональной и отраслевой. И надо понимать вот значимость вот этих процессов, ведь прекрасно мы знаем, что еще к началу советского времени татары имели достаточно невысокий уровень урбанизации в сравнении с теми же, скажем, представителями русского народа, заметно отличались, имели более низкие показатели по производственному отряду, представителей производственного отряда, они имели более низкий уровень владения русским языком, поэтому вот в советское время происходили очень такие вот активные процессы вклеивания татар вот в социально-профессиональную, образовательную структуру. И надо сказать, что вот эти таблицы, на самом деле, они составлены московским этнологом Остапенко Любовь Викторовна. Она проанализировала данные всех переписей. И очень интересное ее наблюдение связано с тем, что она подсчитала не только вот каким образом происходило изменение вот этой социально-профессиональной отраслевой структуры, но и темпы социальных преобразований среди народов СССР. И вот очень интересно ее заключение о том, что татары, по ее мнению, если бы вот СССР дальше развивался и не развалился, то татары могли бы даже обогнать русских Татарской ССР по многим социальным показателям. Вот в этом качестве, для подтверждения она приводит вот такую интересную статистику.
Например, доля руководителей высшего звена и специалистов высокой квалификации у татар с 1959 по 1989 год выросла в 2,3 раза, а у русских ТАССР лишь в 2 раза. То есть вот потенциал вот такой вот мобильности, активности у татар был заметно выше даже, чем у русских, которые обладали более высоким уровнем урбанизации, более высокими, занимали более высокие социальные позиции еще в начале СССР. То есть, и завершая, я хочу еще раз подчеркнуть, что татары, конечно, вот очень, в советское время очень активно, вот у них это проявилось, это качество, мобильность, адаптации, и они еще активно очень вклеивались в вот эти процессы индустриализации, урбанизации, и были одними из передовых народов Советского Союза. Спасибо. Спасибо большое. То есть я вот еще хочу, значит, подчеркнуть, да, не убирайте, пожалуйста, этот слайд, то, что вы сказали. Вот эти цифры показывают, да, то, что мы сегодня обсуждаем на примере каких-то биографий, на примере там источников. Все-таки это не просто наше какое-то представление, а это подтверждается реальными материалами статистики. Переписи, официальные, да, переписи это. И это не просто вот эта мобильность, результат там, значит, коренизации, которая была у всех народов, да, одинаковые. Но вот видите, что на примере башкиров и якутской ССР мы видим, что хотя коренизация везде была, политика-то была одна, да, не было сближение наций, идеология, да, такая была, но тем не менее вот эта специфика, которая характерна для татар, она все-таки здесь очень явна. Очень явно в сравнении, особенно, да, с другими республиками, вы очень правильно подметили. И мы знаем, что, да, татары очень активно вовлекались во все эти официальные проекты, которые были в Советском Союзе, да, там и Целина, и прочие, и Сибирь, и так далее, но были же, и мы знаем, и частные татарские проекты, там вот бригады строителей, которые ездили, и так далее, и так далее. То есть это вот как бы наложилось одно на другое, да, и то, что развивалось в досоветский период, оно продолжалось уже в новых формах приобретать какие-то новые формы и в советское время. Спасибо большое. Сейчас у нас подключились наши еще некоторые коллеги. Biz endi Türkiye turunda söz ko'targan edik. Hozir men so'zni bizning kollegamiz Aleysan xonim Shahringa berasim kerak. U Marmara universitetida o'qita. Ham endi u ikki yoqdan bu problemani biladi. Birinchidan u migratsiyani, ham migrantlarni olim bo'larak o'rgangan kishi, ikkinchidan endi o'z tajribasidan. Mana Aleysan xonim bir-ikki so'z aytsangiz edi, mana bu проблемалар турында, biz yaşayan problemlar turunda. Rahmet ederiz. İslamsız hayırlı gün, kadirli millettaşlar, kadirli meslektaşlar. Bu betiminde rahmet Marat. Min kiçede mine bugün nerse turunda silep kitermini kendi kıskaça uyladım. Hem kıskaça gına bir tizgine eğitirge tırışırmın. Birinçiden hareketçenlik hazırge mine Bigrekte Sadıklar Birliği tarkalgandan soň barlıkka kelgen ol hareketçenlik umumen dünyada o bir bütünley başka sıfatka indi nişiktir evrildi. Hem Türkiye'de mine hazır hareketçenlik var mı? Tatarların hareketçenliği var mı? Min elbette Türkiye'ye tübelip kayvır evirler eğitip gittim. Eyi var. Bir küp Tatar kişisi kile alar kübüsünçe Ukırga'da kilidüçüler var, işlerge de kilidüçüler var. Türk kişisine Kiev'ge çıkıp mında tüplenip kalgan Tatar hatun kızları bir küp. Tatarlar gına tübelinde oldu. Ben elektrikli Sovyetler Birliği'nde yaşayanlardan bir küp hatun kızlar bunda Türklerde Kiev'de. Tatarlar bilen beylenişli uylasak, Türkiye'nin en zor şehirlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, birlikte Antalya'da şaktı külemli, şaktı kişi sanı küp bulgan Tatar diaspora bölümleri var deyip eğitildiğinde birlikte Antalya'da bir küp kişi kilgen anda işlerge kübüsün çekilgen Kiev'dekiler var. Tatarlar bilen beylenişli mındaki güçler turunda elbette bizimnin ülkenin üniversite işlevçilerini kübrek türem alar turunda eğitip gittim.
Kızgançka karşı nedir statistika, tüger statistika məlumatları yok. Lekin benim üzümün mine küzetülerime karaganda Tatar hatunları üniversitelerde bik aktif. Minamında Kiev'de bulgan Tatar hatunları Kazan'da, Tataristan'da yukarı belim algan kişiler mında üniversitelerde üzüm bik küseteler. Tatar galimeler Türkiye'de. Mesela Ruslar bilen çalıştırıp karasak, eligine şimdi bir tema turunda eligine eğitip gittiler. Ruslar bilen büyük külemde, Tatarlarda aktifler, büyük külemde yukarı derecedeki işlerde orun alı degen. Çından da Türkiye'de de bunu, Türkiye turunda da bunu eğitip bula. Benim üzümün tanış bulgan galimeler, Tatar hatun kızları turundakına eğitim elige galimeler arasında Ruslar hem Tatarların sanı tigiz deyip eğitip bula. Hem alar üzündük aktif kürsəteler içinden de. Hazırki Tatar diasporasını Türkiye'ne alıp eğitsek, ettiğinde Türkiye'de buluşular küp. Bu şimdi bir meselene getirip çıgaramında internasyonel vaileler küp. Türk Tatar vaileleri küp. Hem alarda üsken balalar turunda da uylarda kirek. Yine bu Tatarlıkını, Tatar dünyasını hiç algacılara biz yine alar niçik millilik saklıyız deyip uylaganda alar turunda da uylarda kirek. Benim küzetülerge karaganda bu balalar iki kültüre da iyi bulup üseler. Alarga endileri Tatarlıkını unutturmuyorlar, Tatar dilini üretirge tırışalar. Alar gel Tataristan'a girip tıralar, nişikte Tatarlıkını hissiteler, sizeler, yaratalar, Tatar bulularında yaratalar. Şu an küremine bunu saklarga kirek, bunu yuvaltmazga kirek. Şula yok benim şimdi bir momentta da ihtibar bilesim kiler. Şimdi sırav birilgen idi bu seminarın mesela afişisinde de ben okudum onu. Milli ruhunu dünyaya açılı bilen birge milli ruhunu niçik saklap kala alabız degen sırav. Min şu turada sizge de sırav bilesim kiler, üzümde uyladım. Milli ruhunu nerse bilgiliysen, milli ruh o nerse, ona nerse bilgili, tilme bilgili, til dibizinde eye grup adetler dibiz, Tatar milli, Mongo belki milli aştılar, kültürga alar da içine kire. Lakin mesela til disek, Tatar tilin bülü, millilikini bilgili disek, ne kadar derecede Tatar bilim bülü kirek olaysa degen sıravda kuyurga kirek. Kamil bilirge kirek manı, yani kamil derecede Tatarça bilükçü bilmezse kişi, o Tatar bulmuyor mu? O bütünlüğü Tatarça bilmezse, lakin üzüm Tatar dise, onlarga niçik kararga kirek. Şimdi sırav var. Tataristan'da 56'da Tatar tilin kamil bularak bilü, niçiktir cingilrektir belki. Emine bir de diasporada, çet illerde Tatar tilin çından da bütünlüğü çista, tügel, başka bir tiline de katlaştırmayacak, edebi revişte ileniyor avurrak. Çünkü onun için orta mektep sistemisi gerek. Onun için Tatar tilinde üniversitet bilimi sistemisi gerek. Bu hali Tataristan'da da avur mesele. Lakin indi Tataristan'dan çıktı, tilini şu dereceye citkürü, o bir avur çınlandı. Bunu da istek tutarga gerek. Onları mesela grup gadetlerini alsak, onun tege avul turmuşu, ilginçilik bilen beyli gadetlerden kimimiz indi biz çok da yaraklaşkan din dip eytemiz indi biz grup gadetlerimizin tege ehemmiyetli elementi din dip eytemiz. Lakin münamında da bu meselede de Tatarlar arasında türlü türkümler var. Dindar kişiler var. Sovyet terbiyesinden kilip ulhatlı dindarlığını hissetmegen kişiler de var. Eki mesela dindar Tatar ailesinde terbiyelense de dinde bilinmegen yaşlar bulur mümkün. Yine o momentta niçiktir ki yerinkilik tudura yine bir Tatar Türkümleri arasında. Onları belki de bir moment barsında birleştiredir. Milli aşkı, milli müzik bunun açısından da barımızda yaratabız. Pişirige de tırşabız, bunlarda da tırşabız. Lakin o momentta da bir
belki ihtibar birmevçiler de bulgalıdır. Benim mında nerse eytesim kile bütün bu aspektlar, hani til bilü, gırıf adetlerini tutu, dinge paraş, başka momentler, bunda mene kiyirinkilik momentlerin buldurması için belki şunu in ehemmiyetli, in algı planga koyurga gerektir. İn mühimi kişinin üzün min tatar dip eytüdür belki. Elbette til mühim, elbette gırıf adetlerini tutmadır derecede bilirge mümkün, elbette sabankırlar ülkeliği mühim. Tatar tili kurslarında yasibız, iğreneriz, eye. Lakin belki de en mühimi bizim Tatar dip bilgilevdir. Hem bana beylenişli bularak min şu meselege de turunda da eğitim kitesim kile, mine bu min üzümtege diasporada bulgaç, çitilde bulgaç, çitildege Tatarlar turuna uylap eğitimildi mine. Çitildege Tatarlar arasında mene birlikni hasil itü mühim minimçe. Onların mene bu min Tatar diyen hissiyatın güçlendirip hemen mene merkez bularak Tatarstan'a beylep neşiktir mene o hissiyatını üstüre getirek. Çünkü Tatarstan o bizim için çından da kuyaş gibi çitildeki Tatarlar için. İyi kazan, nurlu kazan deyip eytemiz biz. Mine şu an göre minimçe Tatar bütün dünyada taralgan Tatarlar aldığında mine şimdi maksatını koysak hem bu maksatka karata işlesek evet bulur gibi. Mine Tataristan'ı alga ciberi, üstürü, Tatarlıkını alga ciberi de biz barımızda nerse işli alabız. Peki milli ruhna mine şu planda alsak, o tege mühim değil Tatar kişisi, Tatarca kamil bilen ol yok mu? Anda nerse bit eğitiminde saban tüga yerim mi yok mu yekiye ise milli aştuanda kıstı bir beliş pişiremi yok mu? O mühim değil. Min Tatar bularak Tatarlıkını alga ciberi için nerse işliyor alam. Ne o nige işçenlikle ke Tatarlarını tarta alsak hem bunda mesela nerse bulurga mümkün. Bir yine örnek verip gittim. Küpten tügül bütün Dünya Tatar Kongresi ciliş uzlardı. Çitildeki Tatarlar da katlaştılar. Onda Kreml'da Tatar Tarihi Müziği uyuşturulacak iken hem Tatar diasporası bülügi bulacak iken o müziğde. O turda bizge informasya, mağlumat verilip siz mene Türkiye'deki Tatarlar, başka cirdeki Tatarlar niçik yerden mite alırsınız? Bizge nindi kineşe verirsiniz, nerseler cibere alırsınız deyip etkeç bir canlanma buldu mene şu cihılışta. Bütün Tatarlar, dünyadaki türlü pişmaklardaki Tatarlar bir ruhlanıp biz mene şunu işleyalabız, biz mene şularını ciberik, emne bu sizge kızık bulur miken, iyi bir eyvet buldu ele, şunu kümülümüz ruhlandı, deyip mene ne buldu? Enerjiye kildi kişilerge. Niye? Çünkü biz Tataristan'da nindi de bu temada yerden bitirge mümkünlüğü tuğdu bizde. Biz nersedir işliye alacak biz. Hem o Tataristan'da anın cimişi bulacak. Biz varız birge anda patlaşkan bulacak biz. Yine bunun içiktir devam ettiresiydi. Mesela valimler var. Mesela Türkiye'de Tatar valimleri var. Kübüsünce alır hatta galimeler, hatın kızlar. Kayber hatın kızlardan, bunda valimelerden şimdi ezre güpke sözü işittim Tatarstan'a karata. Bizni bir sanga sokmaylar, bizni bir kürmeyler, bizni çakırmaylar. Bizde var bit, bizde bit bunda Tatarlık ne kadar yaşatmayız. Tatar tilini öğretip yine bala üstürmeyiz. Biz bunda Türk Üniversitesi'nde işlep Tatar tarihi boyunca tekşirinler alıp varabız. Yine bizim neticelerimiz var. Bu işlengen işlerimiz var. Yine alarını Tataristan kürseydi. Bizim hiçbir bir gerek uyuşsak idi. Diyen sözler ettiler yine bu Tatar galimeleri. Mesela yine bu diasporadaki mesela galimler neçiktir birleştiretirgen indidir belki platforma bulsa. Tarihçiler yaki filologlar turundagına söz var mı? Medisina bulurga mümkün. Matematik, fizika, kimya ülkeleri bulurga mümkün. Bu bir şuluk vakitte Tatar feninde fenli terminolojiye üstüşüne de ne bulacak? Stimul bulacak. Çünkü biz başka çekimlerde yaşageç ondaki terminolojini biliriz. O ülkede nindi yanılıklar var, nindi yana metotlar var, onlarını biliriz. Ne biz onlarını girirge mümkün bu forumda fikir bularak. Bu turda söyleşirge mümkün. Nedir yana terminler kirip giderge mümkün.
tatar fenni tiline. Bu da kızıklı. Onları bu birge işlevge yaşlarını tartarga kirek. Bilgirek de yaşlarını tartarga kirek. Çünkü onlar kızıksına. Onlar bugünkü bu elektron elimde çaraların bir eybet kullanma, elektron eybirlerini bir eybet kullanma. Onlar yana zamanının ruhun tuyup yeşiller. Onlar mesela bunda da Türkiye'de şimdi seletli Tatar yeşleri var. Onlar Instagram'da Tatarlık bilen beylenindedir videolar, nedir nerseler, oyunlar, nersedir busta işliler. Hatta mine eli yangına İzmir Üniversitesi'nde doktorant Vale isimli kız düşürgen mesela Türkiye'deki Tatar avulu, Göksu avulu turundaki bir video Kozan'da ütkerilen bir festivalde birinci buldu dip bilenmeyin. Mine şimdi yaşlarını tartırga kirek. Onlar için nedir bir forum, nedir bir ortak platforma uyuşturga kirek. Çekillerdeki Tatar yaşların birge işlerdi. Onlarda mümkünlük birge kirek. Lekin onlarını artık reglamentiri biterge de kirek. Onlarda ilik birge kirek. Yaşlar onlar üzerine başında işlep çıkar, başkarır. Onları yine bütün eybirlerimle tilegen eybirlerimle eğittim bu bay. Belki sizden sıravlar bulur bilmiyorum Marat. Belki sırav verirsiniz bize. Bir zor rahmet Leysen Hanım. Şundan da siz bir ahamiyetli eybirler turunda ayttınız. Min alarım bilen mesela özüm kilişem. Elbette indi bizga mine bugünkü vaziyette 20. asırda Tatarlık näse ekeni degen aybirge hiçsiz cevap tabırga kirek. Hamany biz özübüz halyk tabırga tigiş kimdir anda isten yugarıdan aytırga tigiş tugul. Mesela mine Finlandiya tatarlары alar mını özleri için köpten hal etkenler indi. Anda iki bagana var ima til hem İslam. Belkim başka tübeklerde yaşaytırgan Tatarlar için bu başkaça bularga tigiş. Min öyle siz takdim etken prinsip ol min Tatar dip özün ilan etken kişi agar da ol özün Tatar itip hisseteyken hem indi mine bu yönelişte nedir gameller kılayken tege boş sözler gene tugul min Tatar deyip gene tege kalapuş deyip gene jiruda gene bulmasın idi ol. Ama nak özünün Tatarlığını anlap dünyaga bilgirtүү üçün hem bizning halkka nedir yardım etүү üçün nedir konkret gameller kılsak her birimiz bu şun magnada indi biz özümüzün bu tadarlıkны saklauda ana kilesi bunlarga tapşırda bik ahamiyetli eybir bulur idi. Min bir sıragına biresim kile mine siz Türkiye'de yaşaysınız ima bir oylaganda Tatar tili Türkiye'de yaşao üçün nedir uңайлыклар elbette indi birinci tapkır kilgende belki nedir uңайлыклар tudurgandır. Ama da lakin andары indi mine bu Türkiye cemiyetinde integrasiya uzgaç, mine bu Tatarlıkны saklau sizin fikrinizce kayda jеңілірәк. Mesela mine Türkiye'de mi anda indi medeniyet bizge yakın, din yakın, til yakın. Yaysa bütünlüğü başka situasyada kaydır anda Hristiyan din vaziyetinde, başka bütünlüğü başka til vaziyetinde, bütünlüğü başka medeniyet vaziyetinde. Mine nişe koyuyorsunuz? Kaysa situasyada jеңілірәк, yamayrak saklarga Tatarlıkны? Bilgili bir ilde Tatarlıkны saklav jеңілірәк dip eytir için menimçe ol ilde irikler buluğu yeterli. Yani kişiye irik, demokratik irikler üzün kürsete alu, dinin tuta alu, tilin söyleşe alu, irige birilgen iken tilesen indi ilde Tatar kişisi indi ol şu tilin de saklayala, kültürüsünde, kimliginde bir rahat muaylı şartlarda alıp bara ala. Türkiye'de min bir tekşürünü uzdurgan edim. Mındaki emigrant mındaki küçük kilip Hüseyin Dağlarının Kiyev'e çıkıp küçük kilgen hatın kızlar bilen bir tekşürünü uzdurgan edim. Onlar bilen kileşürler alıp bargan edim. Onda benim Tatar hatın kızları da katnaştı, Urus hatın kızları da başka milletlerde buldu. Min şul tekşürün neticelerine negizlenip şunu eyti alam.
Tatar hатын-kızları için elbette mındagı turmuşka kirip kitүү ezrek jiңилирээк. Çünkü Türki til bizning Tatar tili de, Türk tili de, Türki tiller, tuğandaş tiller. İrenu jiңилирээк onu din bir bitinde İslam dini, şu an küre kaydır görüp adetler, yılalar tanış bir türlü bulmasa da yakın alarga jaylaşuda jiңil. Urus mesela kişileri için ezrek ağırrak bu. Tilini irenüde ağırrak, mındagı şartlarga künigip kitüde ağırrak. Lekin min şunu gördüm. Bizning Tatar hатын-kızları Türkiye'ge mesela, Türkiye örneğinde eyteminde, Türkiye'ge alar jiңilirээк iyeleşe. Lekin Ruslarga karaganda tuğan ilini nıgrak sagınalar. Mesela bir güne şimdi detal, min mene üzüm tübek de sıramadım. Bütün Tatar hатын-kızları üzümünü ilge kitirdi. Mene bu bizning engemeler barışında. Niçik ki mında yakşı itip, matur jaylaşıp, yukarı derecelerde işlep, matur turmuş geçirsek de biz mene ölüm yaşı jitkeç Tatarstan'a kaytıp ülesimiz, yani onda kaytıp ölüm mümkünlüğü bulmasa da, hiç bulmasa ülgenden soň onda kümülerge, tuğan toprakta kümülerge tilibiz diyen söz eyttiler. Küp kişi eytti bunu, Tatarlar eytti, Ruslar eytmedi. Yani Tatarların barsı da onda söz eytti deyip eyte almayayım. Lekin benim ihtibarımını celip etti. Şimdi tuğan toprakta Tatarstan'a üzülüp savunu hissi var. Mesela o başka milletlerde ünümünü düzeltmedim, görmedim. Kızıklı ol. Bek kızık, bek zor rahmet Aysen Hanım. Şundan da bek ahemetli meselelerni ko'tardingiz. Hem indi bizning institut tarafından ana huplarga riza. Agar da mana bu nindidir shiltar g'olimlar için ishlanayotgan, biz hech cheksiz bunda qatnashirga, hem indi o'rtak proyektlarda, nindir o'rtak izlanuvlarda, konferensiyada inshaalloh biz bu yo'nalishda ishni davom ettiramiz. Bizning arabizda tag'in bir kollegamiz bor, u shulayok migratsiya hem mobillik proseslerin iki yaktan öğrengen, turmuşta da, öz tecrübesinde de, hem fenni yaktan da, min Larisa Hanım Usmanova hazır söz bilesim ki sizge. Larisa Hanım, вот вы тоже, как и Ляйсан Шахин, изучали миграцию и на собственном опыте, и уже как ученый, как исследователь, как социолог и историк. Скажите, пожалуйста, вот, ну, мы уже затрагивали, значит, здесь, когда вас не было, Японию, что первая мечеть была создана именно татарами, да, но я хочу спросить вас сначала о другом. Вот вы ведь наверняка сравнивали татарскую миграцию с другими мигрантами из России, да, в той же Маньчжурии была русская община, да. А есть ли какие-то сходные черты и различия вот у этих двух общин, допустим, если мы будем говорить, мигрантов, да, и есть ли в Японии сопоставимое с татарами в то время, когда появилась татарская община, была ли русская община? Понятно, что сейчас русская община большая, но вот на то время, когда появилась татарская община в Японии, была ли русская, или все-таки это какой-то был специфический такой феномен, который именно был связан с такими характеристиками вот татар, как мобильность, открытость и так далее? Да, добрый день, коллеги. Спасибо большое, Марат, что пригласил поучаствовать в этом семинаре. Да, тут несколько вопросов получились разные. Я напомню, что так получилось, что в 1999 году вот я уехала в Японию учиться, и после чего таким образом с начала 2000-х годов тема диаспоры, миграции, это в связи с таким глобальным процессом глобализации, стала актуализироваться, и вот за счет того, что были обнаружены материалы, связанные с тюрко-татарской миграцией на Дальнем Востоке, которые хранились как раз в Японии и сохранились благодаря японским ученым, в частности Хатори Широ, вот удалось найти вот эти материалы, в частности газеты «Мили Байрак»,
которой я и работала, с которой потом с помощью японских коллег мы ее и оцифровали, и уже после моего возвращения в Татарстан в 2010 году, вот благодаря тоже Институту истории удалось сделать еще дополнительные копии, оцифрованные, и, в общем, такой уникальный источник не только о татарской миграции на Дальнем Востоке, сколько вообще о татарской миграции всемирной, да, вот 20 века вот мы обнаружили, и до сих пор он еще не дочитан, не прочитан, и это, в общем, одна из тем, которые я, как, собственно, как научный сотрудник, считаю, нужно это развивать, нужно изучать эту газету, вообще, может, ее полностью там и перевести на кириллицу, да, на современный татарский язык, и дать доступ вот большим массам, потому что и русские тоже исследователи, и другие, кстати, украинские исследователи, вот буквально на днях на меня вышла девушка из Киева, Ольга Хоменко, которая тоже занимается, например, украинской диаспорой, да, всемирной, и мы как-то с ней так проговорили, очень интересно, что на самом деле в Российской империи Украина входила в состав России, в общем-то, в советское время Украина была в составе Советского Союза, и вот только отделившись, появились глобальные такие центры, например, в Гарварде есть центр украинских исследований, так называемых, который изучает украинскую диаспору всемирную, и она нам так посочувствовала, что мне, вернее, что вот, к сожалению, нет такого всемирного центра, да, изучения татарской диаспоры. Я, в общем-то, этот момент тоже для себя отметила, потому что интерес к татарской миграции есть очень большим. У большого количества исследователей это связано не только вот с каким-то чисто национальным там колоритом, да, национальным духом, а это, я говорю, связано с действительно глобальными процессами, потому что мы изучаем опыт различных иммиграций, различных диаспор, особенно 20-го, вот начала 21 века, для того, чтобы понять, каким будет мир потом, потому что опыт разных иммиграций нам показывает, разных диаспор показывает, как шел процесс адаптации к этим процессам мобильности, потому что мир идет дальше к большей открытости, к большей мобильности, и настаивать и к тому, как человек там, в мультинациональном обществе будет сохранить свою идентичность, а если еще и семьи будут мультинациональными, не только межнациональными, как мы привыкли, а мультинациональными, если корни будут совершенно из разных как бы, ну, происхождения, да, как человеку самого себя самоидентифицировать и сохранять вот себя в историческом процессе. Я хочу сказать, что эта тема, она очень актуальна и с каждым годом все более актуализируется. И вот интерес к исследованиям там, татарской диаспоры, вот я считаю, это вообще нужно делать большой акцент, потому что мы как-то не учитываем, что в 20 веке большие, скажем так, исследования внутри самой миграции татарской происходили по поводу движения татарской нации куда. То есть не надо делать акцент только на истории татарской ССР. Я вот считаю, что хорошо мы отметили историю татарской ССР в столетие в прошлом году, но, извините, посредством создания татарской ССР большое количество людей просто уехало за рубеж, и мы не знаем, что там происходило. И, скажем так, сейчас только начинаем понимать, какие процессы происходили. А люди тоже думали о том, как нации дальше развиваться, как сохранять себя за рубежом. И вот в этих, причем в различных национальных как бы, сообществах, дальневосточных, вот в частности, я как бы изучала, это Манчжурия, Китай, там Япония, вот Лисан сейчас, который передо мной выступала, она изучает в том числе и в Турции, да, но мы знаем, что и в Европе, и в Америке, и в Австралии, то есть это уже третий этап, когда из Дальнего Востока иммиграция переехала там в другие страны, да, и нам обязательно нужно интегрировать этот опыт, эти исследования, эти размышления представителей татарской иммиграции, которые проживали в эмиграции, да, и осознать их, переосмыслить по-другому перед, скажем так, наступающими новыми, непонятными даже процессами, как будет мир развиваться дальше. Если говорить о сравнении, да, на Дальнем Востоке была очень довольно интересная ситуация. Как вы знаете, все
мы воспринимаем как русская миграция, и, в принципе, практически все выехавшие на Дальний Восток иммигранты, они были без паспортов, собственно, да, и вот начался процесс очень интенсивный формирования таких общин диаспоральных, и могу сказать, что как раз татары были одними из тех, кто начали очень интенсивно самоорганизовываться, и это было связано с тем, что, в общем-то, даже перед русской революцией на Дальнем Востоке уже были мигрантские общины, ну, это трудовая, скажем, такая миграция, да, которая существовала во многих городах, ну, естественно, в Харбине, в том числе, как центром, да, России, представляла которую Российскую империю, да, и, естественно, после 17 года эта самоорганизация, она продолжалась очень активно. Хочу даже сказать, что, например, в 1922 году было принято решение харбинской общины построить мечеть. В Харбине была такая маленькая деревянная мечеть, они решили построить большую мечеть, потому что община разрослась, и мечеть была построена, самое интересное, было принято решение о строительстве мечети в честь принятия ислама, тысячелетия ислама, да, мы вот будем отвечать в следующем году вот это юбилейное мероприятие, да, но мы как бы забываем про то, что в Харбине есть мечеть татарская, построенная и носит название, да, в честь принятия тысячелетия, в честь принятия ислама, вот, тысячелетия, в честь этого, да, так она называется, мечеть тысячелетия, проходит по всем источникам, в статьях и в записях, в общем-то, в дневниках иммигрантов. И это тоже момент было бы интересно включить и понять, потому что таким образом миграция показывала свою преемственность. Преемственность с той нацией, которая, в общем-то, была и оставлена из территорий, да, насколько Татарстан, если вообще говорить о Татарстане, надо говорить тогда Большой Татарстан, да, включая в себя вот всех тех людей, которые в какой-то степени выехали, да, тогда. Вот, что мы видим? Мы видим, что тенденции, конечно, в национальных диаспорах, если мы берем не русскую, потому что русская все равно позиционировалась как основная, но просто за счет того, что численность была большая, да, маленькие диаспоры национальные, такие как грузинская, армянская, еврейская, украинская, конечно же, да, и татарская, все они, в общем-то, вот в Европе были объединены, но политическая миграция объединилась в организации «Прометей» при поддержке вот польской, да, прежде всего Пилсудского, польской национальной, тогда Польша уже стала национальным государством, да, и помните, и у Прометея, кстати, был девиз «За вашу и нашу свободу», да, «За нашу и вашу свободу», вот так вот. То есть поляки тогда тоже, только ну, как бы создав свое собственное национальное государство, они стремились оказать какую-то некую такую помощь, сочувствие вот к тем национальным общинам, нациям, которые, в общем-то, воспринимались как в какой-то степени угнетенными, да, в Российской империи. И это, конечно, в этот состав этой организации входила азербайджанская, украинская, грузинская и вот тюрко-татарская как отдельная. Да. Сейчас мы и тоже такие же процессы на Дальнем Востоке. Мы видим, что тюрко-татарская миграция также входила в состав бюро, да, российской миграции, которое было создано уже при приходе японцев созданием Маньчжу-Диго в 1932 году, да, и наравне с той же еврейской, с той же украинской. И когда мы изучаем, вот как развивались эти процессы, конечно, есть какая-то специфика, но есть и нечто общее, да. Специфика — это, конечно, то, что предприниматели на Дальнем Востоке была сильная база материальная, все-таки она создавалась на основе общины уже существовали, эти мусульманские общины, и, естественно, они самофинансировались, а за счет приезда большого количества вот вновь прибывших иммигрантов необходимость была уже в строительстве вот мечетей, приобретении зданий, помещений, строительстве школ для подрастающего поколения, да, и мы видим, как на протяжении 20-го, 30-х, 40-х годов прошлого века в Манчжурии, во многих городах, по моим подсчетам, где-то в 15 крупных городах, в общем, Дальнего Востока были общины, да. На территории Японии было 4 общины, 4
города, это, естественно, Токио, Кобе, Нагоя, причем вот в этих 3 городах появились собственные мечети, да, и в Кумамото, это на юге, в другом острове, на Кющу. И мы берем весь Дальний Восток, включая Корею, естественно, Северную Корею, нынешний Сеул, там была большая община, Южную Корею, Пусан нынешний, да, Шанхай. В Шанхае была небольшая, но тоже достаточно активная община, и все они между собой взаимодействовали и были организованы, что вот интересно отличает тоже тюрко-татарскую миграцию, ее политическую такую организованность, во всяком случае, на Дальнем Востоке, потому что они были сорганизованы общей такой организацией, там был, например, государственный налог, то есть они платили за членство, значит, была несколько комиссий, там комиссия об образовании, которая контролировала общий образовательный стандарт для всех школ татарских, да, вне зависимости от специфики страны. Все-таки люди были разбросаны в разных странах, там Япония все-таки была одна страна, Маньчжурия была другая страна, Китай, Шанхай был другой страной, но вся сеть образовательных учреждений на Дальнем Востоке подчинялась вот этому центру, Меркезу, Центральному комитету, который, комиссия образовательная, в частности, вот она создавала тот образовательный стандарт, печатала книги, статьи, газета выходила, как раз вот я говорила, Милли Байрак, да, журналы и так далее, для того, чтобы создать общий фонд. То есть мы видим, что вот я считаю это очень, как бы, в отличие, вот, например, от других каких-то иммигрантских организаций, по-моему, в Украине, украинская вот так не была, я вижу, что тюрко-татарская организация работала как практически государственный орган, да, то есть государство не территориальное, они попытались воссоздать работу того не создавшего, не сумевшего состояться на территории Татарстана государства Идель-Урал, как бы мы сейчас не оценивали и так далее, все-таки тоже нужно изучить опыт, да. Как То есть это была такая попытка создать виртуальный штат Идель-Урал, да? И ну, да. можем ли мы говорить, что, Лариса Равильевна, что вот несмотря на то, что изначально вот эта, допустим, японская община была довольно маленькая, да, ну сколько была максимальная численность? Ну, если мы вообще берем Дальний Восток и... Нет, только в Японии. В Японии не больше 1000 человек. Да, то есть и все это не росло, а наоборот сокращалось. Можем ли мы говорить, что вот как раз вот эта модель, которая на Дальнем Востоке татары создали, объединять рассеянных татар не физически в одном месте, что, в общем, и тогда было невозможно, и сейчас тем более невозможно, а вот создавать такие сетевые структуры, которые объединяют их на основе общей идеи, общего происхождения, общей идеологии какой-то, да, что это вот может быть сейчас востребовано в современном мире. Да, вы правы, да, Марат Нагалич, потому что действительно не было территории не было, да, сохранялась только память, историческая память, как один из элементов национальной идентификации, естественно, она существовала, да, но действительно мы видим, все это было рассеяно, да, и как-то вот с учетом того, что вот этих организационных структур, которые действительно, они повторяли себя, вот правительство, да, из штата Идель-Урал, попытка воссоздания, сохранения памяти и мечта о том, что мы это все равно создадим. Но это было экстерриториально. И вот этот момент очень интересен, да, потому что мы здесь уже можем рассматривать уже как опыт еврейской диаспоры, который, в принципе, потом удалось, как мы знаем, после Второй мировой войны создать, в конце концов, национальное государство, да, и этому способствовала как раз очень сильная организация той же самой еврейской диаспоры, да. Спасибо вот. большое, Лариса Рафаэльевна. К сожалению, у нас сегодня время ограничено, но, как я уже вначале говорил, до вашего подключения мы обязательно подготовим стенограмму и ее расширенный вариант обязательно подготовим к печати. Я думаю, очень интересные ведь были сегодня идеи. И я вас прошу, вот то, что вы хотели сегодня сказать, может быть, не успели уложиться из-за регламента, предоставить нам в более таком расширенном виде, чтобы мы смогли это в нашем научном журнале напечатать. У нас сегодня Японии посвящен еще один доклад. Насколько я знаю, Гульчира Ханым Ханнанова
Мындамы сіз, лимтадамы, ие, көрәм, сіз нақ мына Япония білән бәйлі темаға Ғаяс Исхақиның саяхаты турында сөйләргә теләгән идек, шулай ма? Әйе, исәнмесез, хәерле көннәр. Минем бүген ишетеләме? Ие. Бүгенге чыгышның темасы 20 йөзбашы татар зыялысы күзлегеннән Япония, Ғаяс Исхақиның 1919 елгы сәяхәте дип атала. Һәм бүген сүзебез Ғаяс Исхақиның Япониягә беренче сәяхәте турында барачак. Белгәнебезчә, Исхақига үз гомерендә күп сәяхәт итәргә, кылырга туры килә. Исхақиның мухаҗирлектәге тормышы, шул исәптән сәяхәтләре турында иң эчтәлекле чыганакларның берсе булып аның көндәлекләре тора. Бу көндәлекләрнең бер өлеше һәм аларның электрон копиялары бүгенге көндә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында саклана. Бүгенге чыгышыбыз да шул көндәлекләрдән алган мәгълүматларга таянып ясалачак. 20 йөзбашы Россия халыклары өчен хәл иткеч дәверләрнең берсе. 1917 елгы революция һәм гражданнар сугышы биредә яшәгән халыкларның, шул исәптән татарларның да күпләп чит илгә китүенә сәбәпче була. 1917 елгы инкыйлаб вакыйгалары үзәгендә төрки татар милли азатлык хәрәкәте җитәкчеләренең берсе әдип Ғаяс Исхақи да кайный. Большевиклар эзәрлекләү аркасында Ғаяс Исхақи Мәскәүдән Казанга, аннан Самарага, бераздан Уфага, большевиклар Уфага да якынлаша башлагач Кызыл Яр, Петропавл каласына килергә мәҗбүр була. Биредә ул Фуат Туктаровлар белән берлектә Маяк газетасын чыгаруга ирешә. 1918 елның 11 ноябрендә Беренче Бөтендөнья сугышы тәмамланып, вакытлы килешү игълан ителгәч, 1919 елның 28 июнендә Франциянең Версаль шәһәрендә җиңүче илләр Америка, Франция, Англия һәм җиңелүче Германия арасында сулых килешү кабул ителергә тиеш була. Большевиклар дәүләте бу килешүләргә чакырылмый. Ғаяс Исхақи һәм аның аркадашлары моны Ауропа дәүләтләренең бергәләшеп бөтен сугыш бүләкләрен Русия өстенә күтәртеп, шуларны каплатыр өчен Русияне бүлүнең башлануының башы дип аңлап, бу вакыйгалардан читтә калмас өчен Версаль конференциясына Эчке Русия һәм Сибирия мөселманнары милләт мәҗлесе вәкилләре буларак юл тотарга уйлыйлар. Милли идарәдән вәкилләр билгеләнә. Әлеге сулых мәҗлесендә катнашырга дигән карар кабул ителә. Вәкил итеп берничә кеше сайланган булса да, аларның күбесе барырга ризалык белдерми. Ғаяс Исхақи исә бу вакытта Иркутск шәһәрендә булган Гомәр Тирегулов белән 1919 елның апрель айында Ауропага чыгар өчен юл визасы ясату өмете белән Харбин аркылы Япониягә юл ала. Япониядә алар апрель айыннан алып, көндәлекләрдә 26 апрель дип күрсәтелгән, июнь ахырына хәтле булалар. Торулары башта Япониянең башкаласы Токиода булса, соңрак Йокохама шәһәренә күчәләр. Ғаяс Исхақиның Япониягә килүенең төп максаты япон цивилизациясе белән танышу булмаса да, ул япон мәдәнияте һәм сәнгатенә, японнарның гореф-гадәте, укыту системасына игътибар итми калмый һәм үз күзәтүләрен һәм тәэсирләрен көндәлегенә теркәп бара. Әлбәттә, һәр шәхси документ кебек үк Исхақи көндәлекләре дә субъектив чыганак. Шулай да традицион мөселман тәрбиясе алган милли азатлык юлбашчыларының берсе булган киң карашлы татар зыялысының күзәтүләре шактый кызыклы. Япониядә Исхақи бик күп аралаша, бик күп йөри. Япон матбугаты вәкилләре, мөхәррирләре белән очраша. Берничә япон газетасына Исхақи һәм Тирегулов тарафыннан интервью бирелә. Япон матбугатында алар турында макаләләр басыла. Шулай ук кайбер дәүләт эшлеклеләре белән дә күрешеп фикер алышуга ирешә. Мәсәлән, Япониянең элеккеге премьер-министры Маркиз Акума Сигинобу белән аларның бик җылы очрашулары була. Япония сәүдәгәрләре, эшмәкәрләре белән танышып, алар белән дә Русиядәге вакыйгалар, сәүдә торышы турында фикер алышырга туры килә. Төрек телен өйрәнүче тел галиме Кооджи Уланы Кочи дип яза, Акуба белән таныша һәм бик күп аралаша. Японнарның музыка мәктәбе, башлангыч, урта, югары белем бирү мәктәпләрендә була. Берничә музей һәм сәнгать әсәрләре күргәзмәсе белән таныша. Исхақи кайда гына булмасын, нәрсә генә күрмәсен, һәр нәрсәне туган ватаны, төрки тарихы, милли гадәтләре белән чагыштырып бара. Һәм беренче чиратта ул япон һәм татар халыкларында булган охшаш моментларга игътибар итә. Мәсәлән, япон музыкасы, япон җырларының татар җырлары белән якынлыгын билгеләп үтә. Тарих музеенда үзе өчен искитәрлек әйберләр күрмәсә дә, япон савык-сабалар арасында матур комганнар күреп ала. Япон самурайларның байракларын борынгы төрки байракларга охшатып, читтән караганда озын саплылар, пумалалар гына, ләкин янына барганда булар һәммәсе дә ат кылыннан ясалган.
Мәгълүм ки, иске төркиләрнең байраклары ат койрыгыннан булган. Шул койрыкны озын агачка кагып, шуны күтәрә торган булганнар. Менә самурайларның да хәзерге көндә пумала төсле күренгән нәрсәләре шулар. Димәк, бу төр безнең төрек кабиләләрендә генә түгел, монгол кабиләләрендә дә уртак булган. Хәзерге көндә Төркстанда шундый ат кылы электергән таякларны зиярат өсләренә куялар дигән нәтиҗә ясый. Исхакый японнар арасында яшәп килгән, әмма аның үзенә бик үк ошамаган күренешләр турында да хәбәр бирә. Мәсәлән, мөстәкил дәүләтләре булган японнарның ни өчендер христиан бәйрәме булган якшәмбе көнне үзләренә ял көне итеп алуларына исе китә. Һәм христиан диненең японнарга йогынтысын нык бик таба. Япон зиратында исә Исхакый японча язылган ташлар өстенә тәре куелган каберләргә очрый. Бу христиан японнар кабере. Исхакый бу турыда. Япониядә диндә хөррият булганда, монда зияратлар да аерылмаган икән. Ләкин бу начар тәэсир калдыра. Чөнки милләтләрдә иң нык саклана торган гадәт йола үлү күмү гадәте йоласы. Милләтләр гадәтләрен, йолаларын саклыйлар. Үзләренә чит милләтнең гадәтен, йоласын кертмиләр. Японнар читләргә иярүдә шул кадәр йомшаклар булырга кирәк ки, Булар иң мөкатдәс булган зияратләрне дә чит гадәттән саклана алмаганнар дип, бу галәмәтләрне японнарның европалылар алдында түбәнсенүе дип кабул итә. Шулай Исхакый японнардан үрнәк булып кабул итәргә лаеклы моментларны да яктырта. Бу беренче чиратта уку-укыту системасына карый. Ул Токионың төрле мәктәпләрендә, музыка мәктәбе, башлангыч, урта һәм югары белем бирү мәктәпләрендә була. Күзгә бәрелгәне кече сыйныфларда балаларга иркенлек бирү, аларның гамәлләрен тыймау. Исхакый билгеләп үткәнчә, япон мәктәпләрендә чит телләр укыту югары дәрәҗәдә куелган. Мәктәпләре бик яхшы җиһазландырылган. Мәсәлән, кызлар гимназиясының физика, нәбатат, хайванат бүлмәләренең җиһазлану дәрәҗәсе аны хайран калдыра. Уку оешмаларында күрсәтү ысулы, наглядность хөкем сөрә. Хатын-кыз мәгарифе бик алга киткән. Япон кызлары мәктәптән эшкә һәм тормышка әзерлекле булып чыгалар. Монда хатыннарга уенчык, курчак, ирләрнең хәятын төрләндерүче дип карау кермәгән. Монда алар да ирләре белән бергә эшләүчеләр, туйдыручылар дип яза. Уку йортлары белән танышканнан соң Гаяз Исхакый ни өчен татарлар Шиһаб хәзрәт мәдрәсәсен бүгенге көндә шул гыйльми йорты дәрәҗәсен күтәрә алмаган, ник Мөхәммәдия шул юлга басмаган, ник Хөсәйния шул юл белән китмәгән, агач башмаклы японнар 60 ел элек оештырган мәктәпләрен 7000 шәкертле Европа урын тоткан гыйлем йортына әверелдерә алганнар дип ачына. Гаяз Исхакый иҗатын эшчәнлеген төрле яклап тикшергән һәм яктырткан хезмәтләр соңгы елларда күпләп дөнья күрсә дә, әдипнең чит илләрдә яшәгән вакыттагы эшчәнлеге һәм биографиясына караган китаплар әле дә шактый. Һәм Гаяз Исхакыйның шушы чит илдәге иммиграциядәге тормышын, аның төрле илләрдә алып барган эшчәнлеген тулырак күзаллауга ярдәм итүче чыганак, әдипнең шушы үз кулы белән язып калдырган истәлекләре. Бу көндәлекләрнең бер өлеше Гаяз Исхакыйның 19 елгы Япониягә сәяхәтен яктырткан өлеше, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында әзерләнеп килгән, безнең менә шушындый серия чыгып килә безнең институтта. Рухи мирас һәм эзләнүләр һәм табышлар сериясенең 5нче чыгарылышында урын алды. Бу чыгарылыш тулысы белән Гаяз Исхакыйга багышланган һәм кызыксынучылар әлеге җыентык белән танышып, үзләре өчен бик күп мәгълүмат алырлар дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Аны интернетта табып буламы бу китапны? Китапны интернетта табып булмый, ул кызганычка каршы бик кичкенә тираж белән чыкты. Китапханәләрдә бар дип өметләнәбез. Һәм безнең институтка бәлки мөрәҗәгать итеп булыр. Яхшы, бик зур рәхмәт. Белгәнемчә, сезнең институттан тагын бер доклад буларга тиеш. Аксановмы? Рәхим итегез, рәхим итегез. Исәнмесез. Докладом на русский Силерман. Значит, в нашем выступлении нам хотелось затронуть небольшой эпизод в конце XII века, когда в Стамбуле, в столице Османской империи, оказались сразу несколько крупнейших фигур татарского мира. Это общественный и политический деятель, журналист Юсуф Акчура. Ну, человек, который родился на Волге в Симбирске, получил по семейным обстоятельствам, оказался в Османской империи, получил там подданство и военное образование, оказавшись замешанным в политических
антиправительственных деятельностей оказался в ссылке в Триполитане, потом оказался в Париже, в Сорбонне, затем вернулся в Россию, а потом опять оказался в Османской империи. То есть вот человек такой с максимальной мобильностью. Далее, писатель, издатель, общественный деятель Фатых Кареми, который в молодости учился в Стамбуле, вернувшись в Россию, еще совершил путешествие в Европе, тоже человек достаточно высокой такой мобильностью. И, наверное, самый такой мобильный из татар того времени, начала 20 века, это Габдрашид Ибрагимов, политический деятель, религиозный деятель, публицист, который совершал путешествия и на территорию Восточного Туркестана, в страны Ближнего Востока, Япония, Европа, то есть у него был самый широкий кругозор. А также Галиаскар Камал, основатель татарской драматургии и татарского профессионального театра. Вот все вместе они встретились на собрании общества Тюрк-Учага. Это, казалось бы, небольшой эпизод отражает такую картину глубокого интереса и вовлеченности татар к жизни Османской империи, которую можно наблюдать в этот период истории. Но почему они оказались именно тогда, именно в том месте? Вот на рубеже 19-20 веков среди зарубежных регионов Османская империя занимала, наверное, первое место среди посещаемых татарами стран. В первую очередь это было обусловлено выполнением религиозного долга, посещением святых мест во время хаджа, но были и другие факторы привлекательности этих земель для татар, среди которых следует выделить возможность получения качественного светского образования в учебных заведениях Османской империи, возможности, которые татары были лишены в России, притом вплоть до революции 1905 года, лишены независимости даже от финансовых возможностей. Самым таким пиком, наверное, интереса и вовлеченности татар в жизнь Османской империи начала 20 века это была Балканская война 1912-13 годов. Татарская общественность большой тревогой следила за положением на фронтах Балканской войны, когда союзники, это Греция, Сербия, Болгария, Черногория, наносили Турции одно поражение за другим. Уже в декабре 1912 года, когда поражение Османской империи на первом этапе войны стало очевидным, татарская газета «Кыяш» писала: вот если европейцы обращают внимание на эту войну с точки зрения политического равновесия, то миллионы мусульман всего мира вынуждены на нее смотреть совсем с другой точки зрения. В этой войне решается судьба единственного сохранившегося до наших дней самостоятельного мусульманского государства Османской империи. Останется или нет после этой войны на земном шаре хотя бы один самостоятельный мусульманин, не попавший в зависимость от европейцев? Вот это был вопрос. И мы, татары, естественно, не можем сохранить хладнокровие при каждом поражении турок. Наши сердца разрываются, сопереживаем их бедствие и позор. Но дело, конец цитаты, но дело не ограничивалось только сопереживанием и участием. Было соучастие в виде, как бы сейчас сказали, гуманитарной помощи по линии Хиляль-Ахмар, Красного полумесяца, сборы пожертвований и так далее. Мусульмане Поволжья и Приурале не только внимательно следили и не только собирали пожертвования и ухаживали за ранеными, но и принимали участие в военных действиях. Например, уже упомянутый Юсуф Акчура ушел на фронт Балканской войны звание капитана Юзбаши, как сообщает в своей книге Фатых Кареми и в своих сообщениях. Также принимал участие младший брат самого Фатыха Кареми, Гариф, и даже был ранен в этих боях. Всего же в военных действиях принимали участие более 100 добровольцев из числа российских мусульман. Сами татары в Российской империи следили за событиями этой войны по своим газетам, периодическим изданиям. И вот для них уже было мало только перепечатки из информационных агентств российских, и эти газеты стали направлять своих корреспондентов. Наиболее полная ситуация в турецкой столице периода Балканских войн отражена в книге Фатыха Кареми «Истамбул Мектуплары», «Стамбульские письма», которые написаны на основе материалов для газеты «Вакыф», чем корреспондентом в Стамбуле он был с ноября 12 по март 13 года. Свое видение ситуации содержится в корреспонденциях газеты «Йылдыз» Галиаскара Камала, который пробыл в Стамбуле с ноября 12 по январь 2013 года. В своих записях Фатых Кареми неоднократно упоминает находившегося в это время в Стамбуле Габдрашида Ибрагимова, и с его помощью, с его посредничеством он берет интервью у видного деятеля младотурецкой партии принца Саида Халим-Паши.
Насколько это была значительная фигура, станет понятно, когда через несколько месяцев, когда молодотурки вернут власть в Османской империи, Саид Халим Паша станет садразамом, то есть главой правительства. Судьба его трагична, он погибнет уже после того, как потеряет власть в 21 году в Риме от рук армянских террористов. В те же дни, в 14 декабря 2012 года, Фатых Карими посетил только что вернувшегося из Триполитании, из нынешней Ливии, одного из героев турецкой революции 2008 года, Энвер Бей. Тогда еще только Энвер Бей он был. И вот на эту встречу с Энвер Беем посредником послужил уже упомянутый Юсуф Акчура, который был хорошо знаком с Энвер Беем, и он представил оренбургского татарского журналиста этому политическому деятелю. Интервью само по себе интересно еще тем, что оно было взято буквально за несколько недель до государственного переворота, который возглавит Энвер Бей уже в январе 2013 года, вот буквально там через 3 недели после встречи с Фатыхом Карими. Кроме того, следует отметить, что с Энвер Беем был хорошо знаком и Габдрашид Ибрагимов. Как сообщает турецкий историк Мустафа Балжи-Оглу, еще в 2011 году Габдрашид Ибрагимов успел побывать и в Триполитане, где шла война между Османской империей и Италией. Туда он прибыл, чтобы оказать моральную поддержку сражавшимся мусульманам. Сам Энвер Бей, как я уже сказал, возглавит государственный переворот, затем станет тем, кем он уже прославился в истории, таким всемогущим Энвер Пашой, который был военным министром в Османской империи, фактически одним из правителей в период 1913-18 годов. Сам Фатых Карими симпатизировал молодотуркам, как он и не скрывает, и был, видимо, очень тесно с ними связан. Что касается Галиаскара Камала, то его попытки встретиться с Энвер Беем успехом не увенчалось, и можно проследить по его корреспонденциям, что он не был особо близок ни с Юсуфом Акчурой, ни с Галимджаном Ибрагимовым, и как бы держался немного в стороне. И вот все четверо встретились на собрании общества Тюрк-Учага. Тюрк-Учага – это общество, которое организовало, как Фатых Карими сообщает, турецкая молодежь. Цель общества состояла в служении национальному воспитанию тюрок, их прогрессу и науке. Надо отметить, что в то время не было различия в татарском языке между понятием тюрк и тырки и тырык, то есть турок и тюркский. Это было одно слово. И вот то, что мы говорим о татарах, да, в то время, сам Фатых Карими в меньшей степени, Галиаскар Камал, может, немного в большей степени, очень мало упоминают слово татар. Они больше говорят о мусульманах России, о тюрках Поволжья. И вот в декабре 1912 года, когда на фронтах было перемирие, общество вновь приступило к своей работе, и Фатых Карими сообщает, что для содействия службе Хиляль Ахмар Красного полумесяца было организовано чайное угощение в Тюрк-Учага. На угощение были приглашены представители крымских мусульман, а также из почтенных представителей северных тюрок, Шималь-Тюрк, были Габдрашид Эфенди, то есть Габдрашид Ибрагимов, Галиаскар Камал, собственно, сам Фатых Карими, и председательствовал, одним из председателей был Юсуф Акчура. Хотел бы вот такой вывод сделать. Говоря о мобильности, открытости миру татар начала 20 века по отношению к Османской империи, следует иметь в виду, российские мусульмане не воспринимали эту страну, Османскую империю, как зарубежье в полном смысле этого слова. Получив здесь образование, имея родственные, дружеские и политические связи, они были тесно вовлечены в общественную и политическую жизнь османского государства. И даже самими коренными османскими турками также не воспринимались как иностранцы в полном смысле этого слова. Благодарю за внимание. Бик зур рахмет сезгә. Чыннан да Төркиядән башка ниндер илне белмим, безнең татар зыялылары шундый югары үрләргә менгән илләр юктыр, минемчә.
Ну, Қытайда бар, но ол бірден Бұрхан Шахиди, ол бит теге уникаль шахас, аның турында айрым дискуссиялар эшләп булды. Безнең рәсми докладлар битте, хәзер мин дискуссия ачыр алдыннан сүзне безнең Уфадагы коллегаларга бирәсем килә, анда безнең ике профессорыбыз Илдар Габдрахов һәм Фаил Сафин бар, рәхим итегез. Микрофонны Уфа, сезгә сүз бирәбез. Хәерле көн, мөхтәрәм коллегалар. Без инде Уфадан гына тыңлап утырабыз сезне. Чынлап та мына татарның мобильлеге, аның ачыклыгын алганда әле күп кенә менә теге уртак булган бөтен милләткә, теге общая тенденция дибез бит инде, шуларны без күз саллап үттек. Шул вакытта әгәр менә карасак бит инде, biz әлеге вакытта күп кенә дискуссия бара менә шул татарлармы булар, башкортлармы дигән. Менә тарихка әйләнеп кайтсак, шул татарның мобильлеге бит инде шул вакыттан ук килгән. Күпме татар халкы көнбатыштан көнчыгышка күчкәндә, менә әле безнең теге үзара сөйләшеп утырабыз да, ничек шулай алар бөтен булган хуҗалыкны теге арбаларга киеп, ул вакытта атлыларга күчеп, бөтен гаиләләр белән килеп утырып, яз вакытында чәчеп, аннан соң бөтен көзгә хәтле үй салып кирергә кирәк. Шундый булдыклылык булган дип, каян килгән бу булдыклылык, менә татарның мобильлеге шунда да күренә бит инде. Шуннан алар килеп утыргач бит инде монда теге ул вакытта теге асаба буенча аларга җирне законлаштырырга туры килә. Ул вакытта менә безнең теге бар берничә томлык материалы по истории Башкирская ССР, шунда 4-нче томда языла, ничек теге татар зыялылары ул вакытта килеп утырган авылларны законлаштырып, Уфа администрация канцеляриясына үзләренең мөрәҗәгатьләрен биргәннәр. Андый мөрәҗәгатьләр күп менә ул томда инде, 4-нче томда. Шуларны карасак, чынлап та ул теге башта бит инде ул килеп утырганнар, мәсәлән, Балтача гына, теге Батырша, без бит инде башкорт восстаниесенең җитәкчесе Батырша дибез. Чынында бит инде ул Мишәр старшинасы булган, анда анысында беләсез. И бу авыллар күбесе менә шул элекке 18-нче гасыр башында көньякка таба килгәннәр. Шул вакытта карасак инде Чишмә районы, Чакмагыш, Благовар, менә Бүздәк районнары, аннан Әлшәй районнарында бар да теге без әйтәбез бит инде Мишәр авыллары булганнар алар. Шуның өчен менә ул теге мобильлек, ул шуннан ул татарның теге этнический генотип төзеп бит инде ул. Аның бөтен үз булдышы чынлап та электән үк килгән. Шуннан менә карасак инде, менә сез беләсез, Әдгәм Рахимович Тенишев була торганы. Ул үзе бит инде булай аларның нәселе теге пенсиякларыннан бер Мәскәүдә очрашкач, ул булай ди, фаил ди, сездә әле ди Башкортстанда ди җирне сату турында закон кабул итмәделәрме ди. Юк, әйтәм, ни алай дип сорыйсыз димен. Безнең бит анда Благовар районы, теге Самарина, Самарпина дигән авыл, Александровка авылларында безнең җирләр булган ди. Мин менә шул җирләрне ди яңадан алып ди үзебезгә ди. Галимнәр өчен бер санаторий төзермен дип уйлыйм ятам ди. Менә сез аны ул инде олы яшьтә уже, аннан соң инде ул берничә елдан соң вафат та булды. Минем докторлык диссертациясын яклаганда килгән ул чыгышта ясады. Шуның өчен инде менә ул теге без бит инде мин үзем Дәүләкән районы барадыр. Благовар бит инде якын, мин ул авылда студент чакта саф колхозда эшкә җибәргәннәр безнең сүзләр. Мин шуның өчен ул җирләрне бик беләм, шунда халык чынлап та менә әйтәләр, анда руслар яшидер инде ул авылда, әле дә анда хәзер катнаш инде. Менә булар бар да Тенишев җирләре булган дип сөйлиләр. Мин аны белгәч инде Әдгәм Рахимовка шуларны ныклап төпләп сөйләп биргән идем. Шуна карасак, менә авыллардан бит инде без менә общигын әйттек. Чынында менә шул татар авылларынан күп кенә чыккан бик галимнәр, менә мине генераллар бар бит инде безнең Гариев вафат булды. Чишмә районыннан чыккан Гади крестьян
баласы бетінде. Ешол вакытта мына Бүздек районы Коргалы ауылы бар бізде. Онда Терегуловлар, Нигматуллинлар, Еникеевлар, олар өз вакытында Башкортостанда бүтін түрлі шораларны мына образование болсын менде, медицина болсын ма, бүтін өлкелерде ішлеп, шуларны түзіп, создателями, основателями деп отыйбыз бетінде. Шулы ватталар нәсілінен мына академик Нигматуллин бар, Роберт Искандерович, оның әтесі шул ауылы кейінде. Шuna біздің Дәулекен районында бар Шүйінші деген ауыл. Ол ауылдан бір 30-дан артық доктор, фән докторы, бірнеше академик, мұндағы Башқұртстан академиясынан енді. Ешол вақыттан бірнеше командир, дивизия командирлары, илер хирургтар, кардиохирургтар, бірінші тапқыр жүрек операция жасаған Гатауллин, 28 жыл бойы министр болып ішлеген Камалов, ешол вақытта мына Беккарамал ауылынан Галиев деген Жәмил Ахметович деген бір аупсы бар еді. Ол өз вақытында Өзек клиник больницасында Андропов білен Брежневның ешет еткен врач болған енді, ол уролог еді, вафат болды енді. Шулық мына нәсілден бірнеше кіші, бір ғайладан, мәселен, 2 бала, Вади әтесі де колхозшы, әнесі де колхозшы, мына шундай балалар Мәскеу университетінің аспирантурасында оқығандар. Мына Қазан Дәулет университетінде енді оқыдылар олар, Латипов деген абзылар, бірісі химия факультетында, екіншісі математика факультетында оқыды. Шетке кетіп, Вади колхозшылар бетінде, колхозшы балалары өздері тауып, шундай мына татарының өз мобильдігін, ашықлығын көрсеткен бір дәлел болып екен. Мына Юлай Шамилағын ғана алсақ, оның әдесі бетінде мына біздің елдерге бір ашықтың көрші ауылынан ол кемиялағын әдесі? Шамилағын земесі. Ол Митраев ауылынан әтелерінің әтесін Кулак деп раскулачиватикке жіберген нәрселер өлкесіне енді ол вақытта, ол абзыйында суғыш вақытында суғышқа кетіп, Пленгалияға бірінші күннен өк, шул бірнеше күннен, ондан соң енді қойтмейше кетіп Түркияға, ондан соң Америка Құшма штатларына. Юлай Шамилағлы бетінде 58-ші жылына туа. Бір еліні ол қойты бетінде шынапта мына әтесі сөйлеген сөздер бойынша біз ол Митраевканы алып барып, ол шында мына әтедірі үйінің ортында қойы бары, шында бір опа табылды, ол енді ұлы яшты, 90 ұзған, ол шынапта ол Юлайның қордателерін әтесі, аның әтесі бұл вақытта 58 гіне яшқа едіп сөйледі, ол шуны көрсетіп, енді Юлай аптырап, көздеріне яшілер тығылып, шында осып тұрғаны әлі қатырды. Мына ол татарлығының шынлапта өз болған потенциалы деп әтеменде. Ол бар өлкеде де шулай көріне берінде. Татар ол қойдағына болмаса да өзі юғалтмай, оның шынлапта мына генетически күшлі, ол генотипі күшлі татарын. Шының үшін енді мен мына қысқа ғына болған шул өзімнің шығышымны әйтесі келе, бүгінгі күнде нешекене болмасын, біздің мына татарлық әкірін юғалып баралы. Чүнки мына шәһәрдә бітінде біз тіл сақлау дейбіз. Мына біздің әлі Гүзел Фатыны айтып кетті социологик текшерулер бойынша. Мына біздің текшерулер бойынша татар яшьләре арасында бүгінгі күнде шәһәрдә 50%-тан артығы өзінің бірінші сөйлешу тілін рус тілі деп таный. Шуның барлығы башқұртлар арасында ол әзірек 30%. Шуның үшін енді келешекте де мына бұл 18-ші жылдағы Ешқараладағы совещаниеда өткен президентның указаниялары ол біздің милли мектепке келешекте нық зиян келтіреді. Шуның үшін енді біз бірінші татарлығын сақтап қалу үшін біздің бірінші проблема болып тұра бетінде тілді сақлау,
Калган инде аның татарлык бул күзен бер качан да югалтмый, телен югалтса да ул теге татарлык бул татарлылыгы аның һәр вакыт теге алдан йөри дип әйтим инде. Рәхмәт, Фаил әфәнде, бик зур рәхмәт. Чыннан да сез бик зур мәсьәләләрне күтәрдегез. Без мобильлекнең бер төрен атканбыз, сез искә төшергән бөтен авыллар белән күчеп яңа җиргә урнашу, анда инде зыялылар түгел, анда гади авыл кешесе күчкән, аларны беркем дә өйрәтмәгән, бернинди путеводитель дә булмаган, алар тотканнар да үзләре яңа ел, яңа җир, яңа тормыш эзләгәннәр. Һәм инде һич шиксез, менә икенче мәсьәлә, бу татарлыкны ничек сакларга дигән. Мәктәпләр белән проблема бар, әмма әлеге дә баягы, Аллаһка шөкер, әлеге гаилә эшенә беркем дә керә алмый. Шуңа күрә инде гаиләдә нинди телдә сөйләшәбез, нинди тәрбия бирәбез балага, монда әлеге безнең бөтен мөмкинлекләребез бар. Шуңа күрә инде бездән тора, без балаларыбызны нинди мөхиттә тәрбиялибез, милли рухтамы, татар телендә сөйләшәбезме, бу инде безнең эш. Әгәр дә иң киме гаиләдә саклап калсак, бүгенге вазгыятьтә бу шулай зур эш булыр. Андары инде иншалла мәктәпләрдә ачырбыз, балалар бакчаларында ачырбыз. Әмма инде гаиләдә сакламасак, бу инде безнең хәл бик начар дигән фикердә мин. Рәхим итегез, Рәшит әфәнде, күптән инде. Assalamu alaikum, hörmətli əfəndilər, xanımlar. Mən indi baştan söyləb bu inşa sözünə bugün mən seminarın bağışlığında da etib etməkşiyim. Mənə biz haman şu mobillik deyən sözünə tigələydə balayda tövlündürəbiz indi. Telebi sulay baytı maqtanabız. Haman kimde hareketçenlik deyəyti, kimde kuşmenlikti, kimde ilgizərlikti, yürümsəklikti. Bəlkім şınapta mənə bu jinitikni bastırıb şarıqan surətdə ilgizərlik deyən söz mənə bir şadı. İlgizarlik degan so'zni qo'llanadi. Anasın bizim xalqda bir ilgizar degan kishi ismi de var. Chunki o bizning mana xalqqa xos sifat endi ismga da ko'chgan. Ne g'ajab. Albatta bunda menga qolsa oshiqlik bilan ilgizarlik indalar bir-birisiga bir yaqin tushunchalar ham ularni o'ng'ay sifatlar deb buna qarorga kelmayotgan bizning millatning. Masalan, mening abim aytganing yanisi Bahijatul Jinan abim Okusan, Urus bulasın deyip, etini okuyuğa jibermegen. O mektepte 4 yıl okuyanda tüpşük malay bularak avulda kalgan. O indi zamanında kolxozda baş mexanik de bulup işledi, baş injener de bulup işledi. İndi böyle bilgiç okup qaytaydı da, ana bugünden şöyleydi. Tege bilgiç gitip başsa anı qabat baş injener gitip koyalarıydı. Kısası başta olgan indi. Her halde bizge mene tege aşıqlıq degenden de men qalsa qadimchilikda şuluq bizning xalqni tege biz yaratabız bitinde kişinin iki qanati bo'liga tegish, qushning iki qanati bo'liga tegish. Bir qaraganda ol aytik şuluq bizning Sovet olimlari Sovet zamanında yaratib ko'paytib tege ol ideologik bosimda bo'lganligida qadimchilikda bizning bir yoq tajridchilik bo'lsa, ikkinchi qanat qadimchilik bo'liga tegish. Ham biz o'zimizning eski traditsiyalarga yarashib o'tirga tegish. Men qalsa mena biz indi Başkıstanda milyon Tatar var deyimiz. Başka Bilge'deki 100 Tatar'ını itebiz, Finlandiya'daki 100 Tatar'ını. Öyle Şimbarlık'ta, Afganistan'da milyon artık Tatar yaşayırken, kimdir ayta hatta 3 milyonda bulungan mümkün değil. Hazır indi mene qalsa Tataristandagi barcha gumanitar institutlarının bu işi ol Afganistan'da İran'ı bulunga tegish. Bu bizning igi ko'rinmagan boyliq. Shundab da biz Tatarlıkdan da ko'tara alsak, alarını tanıtalsak, elbette indi bu Tataristan'ın dünyada bizim tanıtığı neticesi de bilinmeyin. Tataristan'da dünyada bilmeseler, Tatarlık internet arkasında da indi dünyaya çıkmasa, Afganistan Tatarları şulay ko'tarib çıkmaslar, hem Tataristan'dan yerdem soramaslar idi. Ondan kelip, mene öyle kişilerine nigajeptik şu söyleşini nitken kibik, bulasın nitken kibik, bunda söyleşide katlaşkan Dilya Rabbi Rafiqovanın sosyal şilterlerde bir yazmasında attılar. Uzara şeyine şu diyeyim indi, intriganlık diyeyim mi, birbirinin şeyine hükünde şu milletimizin bir has sıfatı mı diyeceğim. Men qalsa biz ko'proq mana o'zimizni tege
mazahizm деп айтайын енді өзіміздің komşularga yaratабыз. Hem şunday yazmalar adette Rus tilinde bula. Hem Tatarlar turunda Tatarlar şunday deyip yazarlar. Biz şunday deyip yazmıyorlar. Mine Gajeb indalar indaller üzerine Tatar deyip sanamıyorlar. Şu Liliya hanım çıkıp gittiğinde ben etmekşiydim. O hamanda bulay deyip yazar. Mine Tatarlar indi поддерживать деген sözün tengeli yok tabi yegdem деген söz var idi. Çık bulmasın. Bağ jüplev деген söz var, bağ xuplav деген söz var. Anın için diline yaxşı öğrenige bilirge gerek. Hem elbette sizin mındağı galim ulema halkına oxşap da etmesi indi. Galim ulema halkı Japon tilin öğrene, Nemis tilin öğrene, İngiliz tilin öğrene, şuluk vakitte Tatar humanitar institutlarının dersçiler, özlerinin tuğan tillerini bilmiyorlar. Bu bir xorluk. Tağın bir xorluk bizden galimleri bizden eserlerin Kore kişi bilsin deyip hemen Oruşça yazarlar. Alarga Oruşça yazarga gerek, Oruşça Kore'ne gerek. Şulaydır. Ama mine kalsa birinci hatta bizimle fenni işini Tatarca yazarga gerek. Çünkü bir tane Tatar tilin ilmi yaktan da üstüresi var. Andan indi tercüme ettiği bula. İndi sen tuğan tilini bilmişsin iken senin galimlerinden kutubu gittiğin. Belki ben kotaya gittiğimde hazır sözümü cumhuriyet'le beytem. Öyle ben 10 minut söylemedim. 3 güne minut söyledim. Başkalar 10-15 minut söylediler. Ondan gelip bu seminarlar inşallah birincisi de bulmaz. İkincisi indi. İkincisi mi? Üçüncüsü de bunlar belki oldağısında da inşallah beni de şakarısız alanında şehit bilay usal söylemem. İhtibarı Yarar, inşallah. Biz bu problemlerini bilemiz. Tilge biz ayrım seminer bağışlarımız inşallah. Hazır İldar Efendi etmekşiydi tanrısıdır Ufa'dan. Rahmet. Hürmetli kollegalar. Rahmet şakırganlar için bugünkü tema bek aktual. Menimçe bir ayrım bir konferansiya ötkürsek de bulardır. Hazırki zamanda, hazırki siyasetini eski alıp men özümden шығышына тезini formada ғана қысқа ғана айтамын ruscha çünkü мында уже орағанда да и неде шуның үшін қысқа ғана айтамын. Мой хороший друг, можно сказать, японский ученый Нарихиро Наганава, когда докторскую писал, вы знаете, он из Саппоро Хоккайдского университета, он мне пишет, я, говорит, удивляюсь, я, говорит, много раз убеждаюсь, татары все-таки имперская нация. Он писал диссертацию на тему исламских государственных отношений в Российской империи в конце 19-го, начале 20 века. Я говорю, почему? Потому что, говорит, татары, говорит, очень мобильный народ. Вот, они передвигаются по всей стране, являются посредником Российской империи в Азии, вот, то есть служат интересам империи. И где бы они ни жили, начиная от Финляндии, кончая Дальним Востоком, Харбином, Шанхаем и Кореей, они везде обустраивают свою жизнь, то, что было сказано, свою общинную жизнь, и никогда не выступают в конфликт с местным населением. Насколько они органично вписываются в местную среду, это свидетельствует о том, что настолько они продвинутые, настолько они быстро приспосабливаются в хорошем смысле этого слова. Вот, это было до революции. Потом уже революция случилась. Вот, и он, вот, знаете, да, наверное, Нарихиро совсем недавно написал книгу про нашего земляка, выходца из Уфимской губернии, Башкирии, Карима Хакимова. Он анализирует феномен его, как вот человек из среды, мусульманской, татарской среды, вышел и стал одним из таких видных представителей советского государства. Вот. Особенно очень важную роль внес именно в плане продвижения интересов Советской России на Ближнем, в Арабском Востоке, скажем так. Сейчас у нас, только мы сейчас начинаем анализировать его вклад. Безусловно, это тоже свидетельствует о том, что как татары смогли органически, очень много, конечно, и проблем было, вписались в советскую систему. Что касается Башкирии, да, вот, 100 лет назад сначала Башкирская республика, Малая республика Башкирия возникла, потом Татарстан, потом в 22 году Большая Башкирия в состав Уфимской губернии, пошла Уфимская губерния в состав Башкирии. И надо сказать, вот это я в тезисной форме скажу, что большинство татар, гуманитарной интеллигенции, управленцы, Башкирии управленцы состояли из татар. Они, да, записывались башкирами, а вот даже я своего научного руководителя покойного ныне Кузеева знаю, который,
ну, записывался. Такой был порядок, особенность советского нацистроительства. Мы анализировали, выходцы из Западной Башкирии, по сути, это татары, составляли почти 90% элиты, управленческие элиты, творческие элиты Башкортостана. Вот. Ну, они записывались башкирами. Ну, ситуация такая была. Вот. И, собственно, с башкирских восточных районов как бы творческий интеллигенция начинает формироваться активно только в начале 60-х годов. Вот. Безусловно, потом ситуация изменилась, конечно. Вот. Это тоже надо анализировать. И один еще тезис хочу сказать. Последние годы, поскольку я вот занимаюсь этнологическим мониторингом, я наблюдаю еще такую мобильность не только среди, скажем так, трудовую мобильность, но и учебную, образовательную мобильность. Например, выходцы из например, западных районов Туймазинского города, Туймазы, например, Нефтекамска, Октябрьска, где татары составляют большинство. Больше 50% выпускников школ выезжает за пределы Башкирии. Или, например, в Уфе тоже я знаю, значительная часть, но не ошибусь, если скажу, что это 50-60% этих учеников являются татарами. Они уезжают в Москву, Петербург, значительная часть Казань. Это вот мы, ученые, должны как бы исследовать эту проблему. Это очень важная проблема, поскольку идет как бы очень большая волна миграции, мобильности татарской. То есть эта проблема будет еще сказываться в будущем. Вот. И мне кажется, вот, нам, ученым Татарстана, прежде всего, во главе с Институтом истории Марджани, надо как бы заострить свое внимание, научное внимание на эти проблемы, поскольку в ближайшем времени они будут сказываться, вот эти проблемы. И еще раз хочу поблагодарить за приглашение. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем так активно сотрудничать, в том числе и в таком формате. Рахмат. Бигзур Рахмат. Кто-то хочет еще добавить, Гульнар Фатовна, по поводу... Да. Уважаемые коллеги, ну вот Марат Мингалевич анонсировал уже немножечко наш журнал «Историческая этнология». В нем публикуются оригинальные, нигде не опубликованные научные статьи на английском, русском и татарском языках. Я думаю, что в ближайшем выпуске мы обязательно действительно опубликуем стенограмму нашего семинара, где высказаны были очень интересные идеи. Нам кажется, очень важно их зафиксировать именно вот на площадке журнала. И мы думаем, что, может быть, мы даже сможем организовать отдельную рубрику в этом журнале, посвященную как раз нынешней теме, проблемам мобильности, адаптации татар. И я приглашаю к участию в этой рубрике всех тех, кто сегодня был на семинаре. Но вначале я бы хотела попросить каждого, кто заинтересован, представить самостоятельную отдельную статью по вот нынешней теме в виде отдельного письма в журнал. Журнал имеет сайт специально, если просто набрать «Историческая этнология», обязательно вывалится на сайт нашего журнала, где указана электронная почта редакции. Пожалуйста, напишите на адрес на этот электронный адрес короткое письмо, где просто обозначьте ваше предложение, название вашей статьи, с которой вы бы хотели выйти на публикацию в нашем номере и в ближайшем номере. И мы вот это ваше предложение обсудим на редакционном совете и обсудим саму концепцию этой рубрики. И потом уже вам предложим подготовить уже отдельный текст, специальный текст по требованиям, которые вот обозначены на сайте нашего журнала, требования к конкретным статьям. То есть вот, пожалуйста, присылайте ваши предложения, мы с удовольствием их рассмотрим на ближайшем заседании нашей редакционной коллегии и, возможно, сможем вместе с вами организовать специальную отдельную рубрику по вопросам мобильности. Различные аспекты мобильности татар. Да, действительно, тема мобильности, миграции, она вот в последние годы особенно по понятным причинам стала актуальная. И вот когда знакомишься с литературой, очевидно, недостаток
исследований именно нашей тематики, да, хотя вот и Лариса Рафаэльевна говорила, и Лайсан Ханым тоже говорили, что материал-то у нас очень большой, очень богатый, и он может быть интересен не только для нас, для татар, да, которые в мире проживают, но и для других. То есть мы должны научиться представлять себя миру, в том числе и через научные публикации. Так что, я думаю, мы всемирно поддержим вот эту идею, и я думаю, эта рубрика будет очень интересной, потому что действительно для татар это было характерно, и у нас есть специфика вот этой миграции, которая, конечно, правила везде общие, как бы законы, значит, исторические, там, социологические и прочие, они единые для всех групп, но тем не менее у нас есть какая-то специфика, которая отличает вот эту нашу татарскую миграцию, татарскую мобильность и делает ее интересной и заслуживающей особого изучения, особого внимания. Кымылсада тағын істәмә сүзләр, сөйләмәгән кешеләр істәмә сүзләр, ниндер тәкъдимнәр әйтә аламы? Бүгенге әйткән тәкъдимнәрне без һичшиксез дә безнең протоколларга кертербез һәм аларны киләсе безнең эш гамәлләребездә кулланырбыз дип уйлыйм. Фуйтыгыз бөгенә төшенчәне утып калдырганмын. Менә безнең бик Башкортстаннан чыккан күнекле дин әһле бар иде, Вәлиулла Якуб. Шуның соңгы көннәрендә бер семинарда әйткән сүзе истә. Шишиннар кебек безгә, татарларга, милли эгоизм җитми дип әйткән ел. Менә шу милли эгоизм инде мин әйткәндәге ике канатның кадимчилек ягына карыйдыр. Менә татарга бик теге ачыклык карына теге лафы түгел инде бу. Ачыклыкны данламыйча дөньяга ачыклыкны, шуңа мәдхия укымыйча гына менә шу кадимчилекне дә күтәргә, милли эгоизмдан ничек татарда тәрбияләргә дигән мәсьәләне кабыргасы белән куясы иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Әлбәттә, татарлар өчен тагын бер хас сыйфат бар, ул уртак юл, ниндидер теге крайностьларга, ниндидер ниләргә бирелмичә, экстремизмга, я бөтенләй йоклап ятмыйча, ниндидер уртак юл белән эшне эшләү, әмма тыныч, бөтен кешеләр белән нигә уртак фикергә килеп, әмма үзебезнең эшне, үзебезнең мәсләкне онытмаска һәм үзебезнең юлдан барга, менә бу бик әһәмиятле сыйфатлар һәм инде һичшиксез инде бердәмлек, менә бу иң әһәмиятле сыйфат буларга тиеш бүгенге көндә, чөнки бу стратегиядә әйтелгән, әгәр дә без бөтен кешеләребезне, бөтен милләтебезнең агзаларының кешеләрен туплый алмыйбыз икән, димәк бүгенге көндә, бүгенге вазгыятькә без инде әллә нәрсә майтара алмабыз инде. Хәзер инде кемнәндер көтеп ята торган вакытлар узды. Дәүләт килеп, яисә анда байлар, яисә тагын кемдер, менә кемдер килеп безгә эшли дигән вакытлар хәзер инде узды. Хәзер инде без стратегиядә моның турында берничә кабат-кабат әйтелгән, мин үзем, без үзебез татар халкы өчен, милләт файдасы өчен ни эшли алабыз? Менә иң әүвәл без шул сорауга җавап биреп, инде җавап биргәч, шул юнәлештә конкрет гамәлләргә күчсәк, менә бу инде бик файдалы булыр иде. Кемдер тагын нәрсәдер әйтергә теләмиме? Марат әфәнде дөрес әйтә, без талант булырга тиеш, ләкин безнең халыкта тагын бер әйтем бар. Бер әби әйтте ди кызына, шукын балам, шукын варысның күңеле булсын дип әйтте ди. Менә аны да онытмаска идек, шундый әйтемнәр бар халыкта. Юк, Рашид әфәнде, сез дөрес аңламыйсыз әйткән сүзләрне. Минем фикерем шул иде, без дөньяга ачык буларга тиеш, әмма үзебезнең асылны югалтмаска. Һәм инде әлбәттә инде татар башын татар ашар дигән сүз, ул инде ниндидер искергән бер әйтем буларга тиеш, ул безнең үткәндә калырга тиеш. Без аны, менә без әйттек бит бүген, без заманча татар нинди буларга тиеш дигән сүзләр булды бүген. Ләйсән ханым күтәрде бу мәсьәләне. Мин уйлыйм, менә беренче пункт итеп, менә бу әйтемне без онытырга тиеш.
һич шексез без аны гамәлдән чыгарга тиеш. Чөнки без үзебезне бер милләт, бер гаилә итеп кабул итәргә тиеш. Менә кайбер милләтләрдә андый үрнәкләр бар. Димәк, мөмкин, әгәр дә без теләсәк, без үзебезне бер гаилә итеп, бер өммәт итеп кабул итә алабыз һәм инде һич шексез менә без, минемчә, менә бу юнәлештә кулга-кул тотышып эшләргә тиеш. Һәм инде һич шексез безнең институт бу юнәлештә эшли. Без һәр даим әйткәнемчә безнең чит илләрдәге коллегалар белән, безнең Уфадагы, башка төбәкләрдәге коллегалар белән конкрет эшләрдә, конкрет проектларда, ниндидер буш сүзләрдә генә түгел, а конкрет проектларда эшлибез һәм бу эшне дәвам итәргә әзер. Бик зур рәхмәт сезгә, мин уйлыйм, бу бик кызыклы һәм файдалы әңгәмә булды дип, һәм киләчәктәге булган безнең түгәрәк өстәлләргә сезне барыгызны да катнашырга чакырам. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт.